Her şakşalımızın erşi, yanarımızın kotkar, sin izgilikli. Дорогие друзья, здравствуйте! Рад вас приветствовать на нашем мероприятии. Сегодня, 15 декабря 2024 года, в рамках 33-х международных рождественских образовательных чтений проходит наше мероприятие, 10-я юбилейная православная татаро-кряжская конференция Объединения православных христиан для проповеди Христа восточным народам, посвященная 15-летию со дня мученической кончины отца Даниила Сысоева. Перед конференцией состоялась божественная литургия на современном татарском языке. Литургию служили наши дорогие батюшки, отец Дионисий и отец Павел. Наша конференция будет делиться на такие части. Первое – это вступительные приветственные слова. Потом пройдет первая секция, она называется «Актуальные вопросы проповеди Христа восточным народам в новейшее время и объединение православных христиан для их решения» на примере положительного опыта православных татар. Потом будет кофе-брейк. И затем вторая секция «Использование проповеди Христа восточным народам, имеющих христианское содержание истории, культуры, искусства, языка татар и их предков. Широкое применение принципа церковной рецепции всех созидательных компонентов национальных культур восточных народов». После этого состоится трапеза с чтением священных писаний и молитвы православный татаро-кряжский маджлис. Председатель конференции, председатель Союза православных татар, руководитель Московской татарской православно-христианской общины, директор Татарской национально-культурной автономии района Теплый Стан Юго-Западного административного округа в городе Москвы Тухарова Динара Абдулбярова. Сопредседатель конференции, заместитель председателя Синодального миссионерского отдела по внешней миссии, председатель миссионерского отдела Московской городской епархии, директор фонда «Рядом дом», настоятель храма Божией Матери Неопалимая Купина в Отрадном, священник отец Дионисий Гришков. И ваш покорный слуга Евгений Бухаров. Почетным председателем конференции является временно исполняющий обязанности председателя Синодального миссионерского отдела отец Антоний Косых. Мы надеемся, он к нам присоединится. Он хотел присоединиться, и, естественно, мы его ждем. Куратор конференции, специалист по сравнительному богословию, сын известного мусульманского проповедника Вали Ахмета Садура, член Московской татарской православно-христианской общины и Союза православных татар Садур Давид Амир Владимирович. Модератор конференции, член Московской татарской православно-христианской общины Союза православных татар Сабирьянова Илья Тимуровна. Итак, начнем с приветственных слов. К нам сегодня должен подойти депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу номер 50, первый заместитель председателя комитета по делам сотрудничества независимых государств, евразийской интеграции, связям с общественниками, директор Института стран СНГ, имперский политик, занимающийся вопросами миграции в Средней Азии и территории стран постсоветского пространства, Затулин Константин Федорович. Он подойдет чуть позже, и как только он подойдет, мы ему дадим приветственное вступительное слово.
Дальше у нас по списку почетный председатель нашей конференции отец Антоний Косых. Точно так же, как он только подойдет, мы ему дадим слово. Следующим хочется зачитать приветственное слово архиепископа Калистратора Романенко, который, к сожалению, сам прибыть не смог к нам, но он прислал вот такой вот на бланке приветственное слово, которое зачитает председатель нашей конференции Динара. Пожалуйста. Уважаемая Динара Абдулгаровна, сердечно приветствую вас и всех участников 10-й юбилейной православной Татаро-Кряжинской конференции Объединения православных христиан для проповеди Христа восточным народам. Обращаюсь к вам с пожеланиями Божьей помощи, терпения, мира, согласия и мужества в вашем служении. Несущий Слово Божие должен быть строг к себе и снисходителен к окружающим. Мы должны быть образцом для неверующих, образцом в слове, вере, жизни, любви, терпении и кротости, призывая Божие благословение на ваши труды. Храни вас Бог. Архиепископ Бежецкий и Удомельский. Теперь слово предоставляется председателю конференции Бухарова Динара Абдулгаровна. Скажите, пожалуйста. Верлета Варбус, Туган Нарбус, Арумусис, Исянусис, Саумусис. Я рада вас приветствовать на нашем мероприятии, на 10-й юбилейной Татаро-Кряжинской конференции. И сегодня мы можем открыто говорить о том, что восточные народы гораздо больше открыты к Христу и к христианству, чем мы, наверное, представляли раньше. И сегодня мы будем об этом говорить, об истоках христианства восточных народов, о том, какие есть христианские традиции, уже оставшиеся, но народы исповедуют, например, ислам, но есть христианские традиции, и это все нужно выявлять, рассматривать. Сегодня мы поговорим об объединении православных христиан для проповеди восточным народам, об объединении тех христиан восточных народов, которые уже исповедуют православие, но разобщены, не зная друг друга. Я надеюсь, что эта работа будет плодотворной, и первую конференцию православных татар провел отец Даниил Сысоев. После его мученической кончины были другие конференции православных татар. И вот сегодня мы находимся на 10-й конференции. И скажу, что каждая конференция давала мощный импульс. Это не были просто слова. Мы встречались и говорили о том, что сделали и что надо сделать. И люди, которые присутствовали, и мы, те люди, которые готовили конференции, мы проводили анализ, который был рабочим. Да. И сегодня мы поговорим о том, что было сделано, что задумал отец Даниил Сысоев, и что еще нам предстоит сделать. Есть вещи, которые не получилось, то, что он задумал, еще осуществить. Но все впереди, я надеюсь. Спасибо. Слово предоставляется отцу Дионисию Гришкову, руководителю секретариата внешней миссии, заместителю председателя синодальной миссионерского отдела по внешней миссии. Там только названия написано. Вот, дорогие отцы, братья и сестры, приветствую вас здесь на этом интересном мероприятии. Хочется всех поприветствовать. Я какое-то время тоже, несколько, не часто, но все же посещал еще в другие годы, в общем-то, молебен на татарском языке. Было всегда интересно увидеть людей, которые прошли путь прихода к Христу,
вот, вернулись к своему Отцу Небесному, хотя по каким-то причинам, ну, по причине даже своего рождения в мусульманских народах, вот, все же имели поиск истины. Вот. И многие мировые события, они нам показывают, что Господь, чье имя тоже Восток, вот, Он, конечно, хочет, чтобы мы народом, находящимся в неведении Его, несли спасительное слово. Вот. Мы в рамках нашей и просветительской работы, и миссионерской работы, это разные комплексы, общаясь с восточными людьми, вот, имели не одно, а множество достаточно свидетельств о том, как Господь являлся бывшим мусульманам в видении или во сне и призывал напрямую к крещению. То есть это примеры того, что Господь Он ведет народы, которые находятся далеко от Него. Мы, кто живет под лоном церкви, нам, как вот сказано в притче, да, про богача и Лазаря, Господь к нам как бы не посылает много чудес. Ну, на самом деле и у нас много чудес, но таких, может быть, более жизненных чудес, да, или чудес нравственных, вот, мы встречаем в своей жизни. А вот народам дальним, народам, которые не имеют ни церквей, ни часто даже каких-то отрывков Писания в свободном доступе, Господь, Он все же посылает чудеса, такие чудеса, которые напрямую зовут к крещению. То есть у нас есть некие свидетельства людей из Ирана или из Таджикистана, когда люди видели, как во сне они видели свое собственное крещение. И это их призывало задуматься о христианстве, пересмотреть их взгляд на свою родную веру, в которой они родились. Вот, поэтому в приветственном слове таком хочется сказать, что мы как бы с надеждой смотрели на те народы, которые сейчас трудно помыслить христианскими, потому что это момент перемен, которые Господь может совершить. Эта перемена может произойти очень быстро. И мы являемся свидетелями многих исторических событий, политических событий, вот, военных событий. Мы видим, что великие перемены происходят всегда достаточно стремительно. То есть люди часто не ожидают, что может произойти. Наступление, отступление, какие-то перемены флагов, все это всегда очень быстро. И как бы наша надежда на то, что народы, которые сейчас не христианские, должны быть христианскими, наша ревность об этом, это является тем фундаментом, на котором Господь может строить будущее. Если Господь не видит нашего желания работать, заниматься миссией среди далеких этносов от Христа, то Он как бы не создает поводов для их изменения. И наоборот, когда мы, может быть, делаем что-то, стараемся делать что-то для миссии среди народов нехристианских, да не только даже исламских, и буддийских, и других народов, то за наше стремление Господь дает некие предпосылки. Он отправляет к нам людей, тех, у которых есть интерес. Вот. Он знает, куда их можно будет отправить в будущем. Вот. И перемены, они всегда приходят, чаще всего, как показывает жизнь, приходят очень резко и неожиданно. Вот. И наша с вами надежда, она является залогом будущих действий Божьих. Такую мысль хотелось сказать в выступлении. Спасибо за приглашение. Большое спасибо, отец Дионисий. Я предлагаю, чтобы неправильно никого не представлять, каждый будет сам себя представлять. Я буду так начинать, скажем так, да? Вот, а то мало ли действительно кто-то хочет как-то особо представиться, а я, значит, называю, как у меня здесь записано.
Следующий докладчик, вернее, тот, кто скажет приветственное слово, это доктор политических наук, профессор МУПИ, член Союза писателей, главный редактор сети телеграм-каналов, глава исполкома Российского общественного движения ИВС, который что значит ИВС. Это Игорь. Ну, вот 3 просто. Да, Игорь Скурлатов. Пожалуйста, можно на стульчик туда присаживаться. И Добрый день, друзья. Я долго не буду вас внимание снимать. Скажу базовые ключевые моменты, как я вижу ситуацию. Несение крестовых проповедей восточным народам и в целом. Но сначала сразу я хочу внести простую мысль. Она заключается в том, что сейчас нет более важного дела, чем выстоять в борьбе против сатанинских сил, пытающихся расчленить нашу Россию, развязав в Малороссии Третью мировую, она же Четвертая Отечественная война, мы называем это СВО. И если мы там не победим, то никакие наши проповеди и миссии не будут состоятельны, не будут возможны. Да, у нас есть своя программа, множество направлений, по которым мы, многонациональный народ России, должны и будем продолжать жить, как и раньше жили, в мире и дружбе, в согласии, как и раньше жили 1000 лет. Но есть определенные угрозы. Внешние, сейчас это выражено в Малороссии, внутренние, это попытки определенных сил развивать зеленую революцию в нашей стране, повторить сирийский вариант внутри России, как отмечал начальник службы СВР Нарышкин, глава ФСБ и другие ответственные силовики. Эти угрозы очень реальны и требуют от нас готовности и реагирования на эти события. Поэтому мы должны иметь в виду, и каждый по-своему себе то, чтобы не допустить такого сценария событий в нашей общей родине России. Но что касается более таких частных вопросов, касающихся тем конференции, то в последние несколько месяцев я лично и ряд депутатов Госдумы, Динара Бухарова, Евгений Бухаров, очень много лиц занимались проблемой передачи в Казанскую епархию РТЦ мощей Феодора Болгарского, который является местным национальным музеем. Вот. И несмотря на то, что оказалось вопрос простой, возникли некоторые трудности, связанные с тем, что хотя и национальная комиссия, и сам патриарх одобрили это дело, и раис Татарстана, уважаемый, тоже одобрил, но тем не менее мощи не переданы до сих пор, и мы прилагаем все усилия, что все-таки этот акт состоялся. Почему он для нас важен, этот акт? Во-первых, сам по себе святой Феодор Болгарский, не буду эту историю поднимать, хотя можно очень долго рассказывать. Вспомните Золотую Орду первоначально, когда в ней существовали разные религии, соборы существовали, развивались. Причем православная, христианская религия была одной из самых ведущих, почитаемых. Вот. Но затем ситуация изменилась, и пошла исламизация. И вот одно из проявлений исламизации это было как раз убиение священника Феодора Болгарского. Напомню, что его убили
отрубили голову, выкопали яму, опустили тело и на колени положили голову. В таком состоянии был закопан. Призрак был святым, и эти мощи, они, если бы их передали в Казанскую епархию, мы бы все это медийно могли бы сделать с участием федеральных СМИ, депутатов и так далее. И это было мощным таким пропагандистским эффектом единства нашего народа, которое под знамя православия было все-таки объединено в Великую Русь, вот, где сотни этносов нашли свое место и гармоничное проживание. Вообще, эсхатологическая миссия русских всегда была именно, в отличие от других стран, сказать, именно объединять вокруг себя народ, давать им развиваться. И вот в силу этой синергии у нас в нашей стране чрезвычайно много талантливых лиц, которые двигали вперед страну и которые стали гордостью в мире для всех других стран и зависти. Отсюда, кстати, вот эти вот войны, которые беспрерывно враги наши пытаются с нами вести, выигрывать и так далее. Но заканчивая, скажу, что все-таки надежда не потеряна, потому что мы подключаем все новые и новые силы и надеемся, что вопрос с передачей Казанскую епархию этих мощей будет решен положительно. Это что касается нашего такого небольшого плана по теме конференции. Ну и то, что общей проблемой мы тоже занимаемся. Киев должен быть, конечно, русским, православным. По-русски мы понимаем именно русскую нацию, которая объединяет все этносы, входящие в Россию. И это для нас задача номер один. Для освобождения Киевско-Печорской лавры, где, как вы если читаете, телеграм-каналы, в частности, помните, что чем там сейчас занимается Зеленский. Он проводит там свои сатанинские проповеди, вот, призывает убивать и резать русских, призывает уничтожить православие, нецензурной форме. И после этого устраивают там дикие оргии с плясками, с вином. Вот, это, конечно, недопустимо. И мы должны всячески тоже поддерживать именно нашу священную борьбу, как поддерживает ее патриарх, который объявил во всех приходах, храмах России молебны о победе. Вот, патриарх очень четко тоже чувствует эту ситуацию, она критическая для нас, исторически значимая. Мы должны победить и спасти и Россию, и их православие. Мы молимся вместе с патриархом за нашу победу, и в этом мы, я думаю, едины все. И народы России, татарский великий народ России, русский и множество других, для которых Россия является родиной. Спасибо за внимание. Если у кого-то какие-то вопросы, вот к Игорю, у Игоря здесь хоть и приветственное слово, но, можно сказать, вполне полноценный доклад получился. Вот. И если кто-то хочет что-то спросить, задать вопрос, может быть, по вопросу передачи мощей Феодора Болгарского. Кстати говоря, хотел заметить, Игорь является потомком половецкого хана, кыпчакского хана Скурли, как он сам свою генеалогию изучал, и даже Чингисхана. Вот, поэтому у Чингисхана было много потомков, поэтому здесь удивляться не стоит. Он был очень плодовитый. Можно дополнил такой момент интересный, поскольку у нас свободное общение, что да, по отцовской линии, такой, которая очень отслеживается в веках, по всяким книгам церковным и так далее. Действительно, был в Кухарском Урле, воевал русский царь там на Кавказе с ним. Вот, у него было 2 сына. Вот. И в итоге были войска с Урле разбиты, и их отправили в ссылку в Нижний Новгород, вот одну из губерний, поселились они в ссылке в деревне. Вот. И от одного рода пошли, написали в метрике церковной
поскольку раньше все это фиксировалось храм православный. Скурат, ну, ошиблись, написали вместо там, написали Скурат. И почему Скурат назвали? Потому что, ну, чтобы было русское имя, затем отличался чрезвычайной жестокостью этот предок, поэтому его по аналогии с Скуратом назвали вот Скурат. Вот, а второго назвали, он очень, как только пришло второе, значит, он очень был охоч до девушек. Вот. И буквально невообразимо, что творилось там, поэтому его назвали Малафеев. Вот. Слово Малафеев. Да? Вот. И оттуда пошли две наши фамилии. Потом Малафеевы расселились там уже на Амку, там другие регионы, так же как Скурат. Скураты больше расселились на Алтай. Вот. В Алтае, кстати, другой родственник тоже вот, Евгений не знает, может быть, но мой там дед, там, троюродный, и четвертый Алексей Курлатов, он стал прообразом памятника Алёши Пловдиве. Вот, с него рисовали. Вот он до 80 лет был трактористом, до 80 лет. Вот, на тракторе работал на земле, высокий, такой здоровый мужчина. Вот, награжден кучей наград, конечно. Вот это, так, если генеалогия, я, конечно, горжусь предками и я рад, что и чувствую кровь, конечно, людей тоже соврать, кровь степи, кочевника, она вам не есть, она вам бурлит. Вот. Вот. Но все это энергия, естественно, мы пускаем положительное русло ради сохранения России. Спасибо. Насчет памятника я знал. Да. Но то, что родственники не знал. Спасибо большое. Теперь у нас должно быть подключение с Пакистаном. Вот, сейчас будем подождем немножко, там связь налаживается. Там есть батюшка, отец Павел. Его зовут, может быть, кто-то его знает. Вот, у него очень интересное такое пакистанское имя. Сейчас я прочитаю. Да, отец Павел Анджумович Сушил. Это единственный пакистанский священник Русской Православной Церкви. Вот он сейчас должен выйти будет на связь, и отец Дионисий пошел как раз этот вопрос решать. Вот, они с ним постоянно находятся в общении. Вот. Поэтому остальные выступающие несколько задерживаются. Да, и вот, буквально на подходе у нас Константин Федорович Запулин. Мы ему дадим слово, как только он подойдет. Перед этим дадим слово Кириллу Александровичу Фролову, известному православному политику. И вот как раз, видимо, звонит Запулин, да? Да. Кирилл Александрович, вы будете докладывать? Да. Давайте тогда мы вот здесь вот присаживайтесь, пожалуйста. Братья и сестры, дорогие друзья, я хочу развить тезис Игоря Валерьевича Скурлатова о том, что православная татарская община находится в самом центре борьбы за Россию. Я это говорю на правах друга отца Даниила Сысоева, и я считаю, что все проблемы мы в своем кругу должны обсуждать без лицемерия и молчания. Да, вокруг наследия отца Даниила есть разные, так сказать, развороты этого наследия,
и как друг я могу сказать, что да, была опасность того, что сама концепция уранополитизма будет развернута в русофобском ключе. И ранее работы отца Даниила давали такой повод о том, что Россия это всего лишь гостиница для православных христианинов, потому что нам, в принципе, все равно на земное отечество, для нас главное отечество небесное. Мы с отцом Даниилом спорили на эту тему, потому что империя, катехон – это часть православного вероучения. И отец Даниил, как православный христианин, смирился, принял позицию церкви, позицию Вселенских соборов, и поздний отец Даниил уже писал и считал, что Россия это катехон, Владимир Путин это император, и уранополитизм имеется в виду вселенская политика катехона. И Россия это удерживающая мир от зла государства, а не просто гостиная, где мы временно пребываем. Для нас это абсолютно все равно, в какой гостинице пребывать. Вот. И поэтому группы, которые с уранополитических позиций пытаются претендовать на наследие отца Даниила, с русофобских антипатриотических позиций, не являются его, собственно, настоящими наследниками. И всю дорогу, всю историю православно-татарская община была том самым представителем того самого подлинного наследия отца Даниила, потому что сомнений в патриотизме и катехонизме Третьего Рима православно-татарской общины нет и не было. И сейчас она предельно важна в контексте того, что если мы не побеждаем наши священные военные операции по спасению православия и крещению Руси, если мы останавливаемся, если мы идем на условия Трампа, я повторю, что Трамп это гораздо худший, опасный враг, чем все эти ЛГБТ-демократы, они, да, вот эти ЛГБТ-педерасты, демпаты, это зло откровенное, и поэтому зло меньше. Они не скрываются, они себя никак не камуфлируют, и на их фоне Россия, да, с формальным православием может ничего не делать, просто говорить, что мы традиционалисты. Здесь же Дональд Трамп представитель иудео-протестантского проекта, который скажет: да я еще больше традиционалист, чем вы, да я аборт запрещу одним щелчком, вы там у себя не можете даже ограничить, даже патриарх не услышали. Вот. Противостояние с этим религиозно-политическим проектом, который приводит мир к антихристу, кстати, третьего храма, который является именно мессианским проектом, нам нужно действительно выполнить свою миссию катехона и быть не декоративно православными, а православными по-настоящему. И то, что делает православно-татарская община с точки зрения российской политики в Средней Азии, тоже очень важно, потому что во всех этих спорах о миграционной политике есть как бы две концепции. Первая концепция замещения русского народа, уничтожения России, которая была сформулирована либеральными глобалистскими политологами, методологами, которые в докладе «Государственный антропоток» предложили завести в Россию 60 миллионов мигрантов для того, чтобы заменить и другие православные народы России. Другой путь, идущий к обрыву, это чисто западническая концепция, что Россию нужно отрезать от Азии. Да, и якобы в этом будет утверждение русского народа и сохранение суверенитета. Это чисто западный контекст перепев концепцию Дональда Трампа железной стене с Мексикой. То есть здесь предлагают железную стену с Казахстаном и другими странами Азии. И эту железную стену там предлагают те люди, которые больше всего говорили, что Трамп якобы наш, и просто повторяют его концепты и пытаются перевести образ врага, что наши враги в Средней Азии не в Вашингтоне, они в Вашингтоне, потому что именно американские республиканцы написали руками главы Украино-американского комитета Льва Добрянского закон об обреченных нациях, согласно которому народы Волги и Урала, то есть Казанский край,
и казаки, то есть Кубани, Ставропольского и Донского краев, отторгаются от России, США помогают этим народам привести независимость. То есть наш враг там. И третий путь, имперский православный путь, он очень сложный, он очень непопулярный. И потому что это серьезная, очень серьезная, сложная работа. Крестить киргизов, казахов, таджиков, да, это сложно, да, это не популярно в СМИ. Когда мы начинаем говорить, что это невозможно. Но говорить о том, что это невозможно, это хвалить Святого Духа. Ведь вспомним Месяфобов в Византии, которые вставляли палки в колеса к Кириллу и Мефодию и говорили, что этих варваров славян невозможно ничего там делать. Вот зачем эта миссия. Вот, но Русь была крещена. И то, что среди нас не только православных татар, прошу стать Марию, православную таджичку, сотрудницу синодального отдела, социального отдела, вот прошу и похлопать. Она является ходячим доказательством того, что миссия выполнима. Вот. И то, что делал отец Даниил, запуская миссионерский отряд в лице Динара Бухарова в Киргизию, это тоже пустило свои серьезные корни. Сейчас правящий архиерей Бишкекской епархии Владыка Саватий, это апостол наших дней. Там есть знаменитая православная киргизская Гульнара Дигенбаева. Это состоятельный человек, который возродил детский дом на берегу Иссык-Куля, имеет Татагон. Это киргизская женщина, которая спасла сотни детей из блокады Ленинграда. И она, помимо возрождения этого детского дома, пожертвовала землю на восстановление Свято-Троицкого монастыря на Иссык-Куле, где должна быть эта Троица Сергия Лавра в Киргизии. Вот. Но она будет женской лаврой по одной банальной причине. Мужчин, желающих принять подвиг, очень мало, а женщины есть. И поэтому сейчас возрождается Свято-Троицкий женский монастырь на Иссык-Куле, который и будет нашей лаврой. И вот, собственно, через эти мосты, и сохраняется наше влияние в нашем имперском русском Туркестане. И сейчас, когда Османская империя возрождается, если мы пойдем в похабный мир с Укррейхом, то я уже говорил, что закон США о порабощенных нациях является действующим законодательным актом. И, безусловно, США, трампистские, ведь сенатор Дональд был республиканцем, вот, то есть наши трамписты это просто полные предатели, которые думают, что какие республиканцы, какие друзья России, потому что они протестанты. Тут, кстати говоря, политическая теология, почему протестантизм и иудаизм смыкаются, потому что протестанты ложно учат ересь хилиазм, что якобы Христос в своем втором пришествии установит тысячелетнее царство на земле. В этом они смыкаются с иудейским учением Машиахи, своем лжемессии, который царствует на земле. Для нас это антихрист. Вот они строят его царство, Великий Израиль, Третий храм и прочее. Иран они уже почти дожали, придя к власти своего ставника Пашазакияна. И сейчас, ключевой исторический момент, если мы побеждаем ВСУ, если мы отказываемся от похабного мира, а в ответ как бы сценарий ясен, если мы скажем нет плану Трампа и Келлога, то нам будут рубить цены на нефть, будут рубить цены на газ, потому что сейчас будет катарский трубопровод через Сирию в Европу, это должно обрушить цены на газ. Вот, республиканцы будут пытаться восстановить свои отношения с арабскими вадархами, отрубить нам цены на нефть. И Трамп уже говорил, как Путин сможет воевать, когда нефть будет $40. Вот такой план нас, собственно, разорить и привести к капитуляции. И на фоне этого неизбежного, потому что я убежден, даже если мы пойдем на этот похабный мир, они все равно будут нам рубить нефть, потому что задача физического поражения Катахона никто не отменял, потому что если
трамписты себя считают, США считают настоящим катехоном, то два медведя в берлоге не уживутся. Не может быть двух катехонов. Либо мы, либо они. И в этом контексте у нас нет другого пути, кроме победы. Так вот, и по этому случаю, даже если мы пойдем в похабный мир, они все равно все это будут делать. И обрушивать нефть и газ, и, безусловно, реализовывать закон о Объединенных Нациях и поднимать сепаратизм поволжских народов. И в этом контексте православная община, уже запустив свою миссию в Тердизию, да, вслед за отцом Даниилом, уже появляется первая православная таджичка, стоит насмерть против этих проектов. И сейчас, безусловно, нужно сопряжение, нужна симфония миссионерского действия православно-татарской общины на Тердизию, на Гагаузию, потому что православный гагаузский народ сейчас является нашим опорным народом катехона в Молдавии, особенно перед парламентскими выборами там. Но надо прекрасно понимать одну простую вещь, что если мы не освободим Одессу, не выйдем на границу Приднестровской Молдавской республики, никто не спасет православный гагаузский народ. И вчерашняя статья Дмитрия Медведева в «Международной жизни», его вчерашняя о том, что тайванские и украинские сепаратизмы сделаны под ним лекалом, и вчерашнее выступление на съезде «Единой России» о том, что появится новый субъект Российской Федерации, вселяет надежду в наше государство, остановит свою миссию катехона, не пойдет на похабный мир, полно решимости, да, выйти на границу БМР и остановить мать городов русских Киев. Но нам нужно помочь государству с твердой непреклонной позицией. И стояние и действия православной общины в противодействии сепаратистским проектам в Казанском крае также очень важны. Очень важна правда о Аврааме и Федоре Болгарских, о двух профессиональном государственном народе, потому что православная община дает татарам и другим тюркам России и Средней Азии мысли о том, что они часть катехона. У них тоже государство образующий народ, татар больше в Москве, чем в так называемом Татарстане. И принадлежность к служению катехона является важнейшим, составляющим Россию фактором. И поэтому, вот сейчас придет Константин Федорович, я уже рекомендовал ему включить и отца Дионисия, конструирующего литургию по церковно-тердийски, церковно-фарси языках, и Читу Бухаров во все мероприятия, связанные с работой с миграцией, потому что, да, еще раз повторю, и это медийная и популярная идея. Когда мы начинаем говорить, что нужно крестить, русифицировать, нам начинают говорить, что невозможно, что это бесперспективная идея, надо строить железный занавес, или наоборот пустить всех и к черту русский, да, это две дороги к обрыву. Как Александр говорит, два пути к одному обрыву. Но вот этот третий пестный канонический путь, сложный путь, но для нас сложная задача не является основанием не выполнять. Нам все время говорят, не надо освобождать Малороссию, потому что украинство уже состоялось. Украинская нация создана, нас там никто не ждет, мы не сможем их назад перевоспитать. Или ложь, потому что то, что Зеленский уничтожает православие, заставляет каждого политического православного ожидать русскую армию. И да, конечно, несмотря на все состояние мозгов, деукраинизация возможна, русификация возможна. Люди, поняв, что их обманули, станут вернуться к тому состоянию, как были малороссы, когда самая большая организация Союза русского народа были на волне и в Подоле. И задача возрождения русского Туркестана, активной азиатской политики России, православного евразийства никуда не делась. Она возможна, миссия выполнима, но этой миссии нужно помочь, в том числе интеграция отца Дионисия и православно-татарской общины в те центры, которые занимаются проработкой и стратегией этой политики. Потому что без стратегии Россия эту политику не осуществит. Спасибо за внимание. Если у кого-то какие-то вопросы, уважаемому
докладчику, уважаемому Кириллу Александровичу. Замечания, дополнения, может быть, что-то. Дополнение есть, потому что в контексте нашей глобальной евразийской миссии, конечно, необходимо крещение корейского народа. И когда мы говорим про православие самодержавие, чуть кем не шутим. Северокорейские братья сейчас гибнут за катехон. И очень печально, что не крещенным умирать, мы не можем даже отпеть. И среди нас есть Артем Джен, православный кореец. Он делает свой доклад, потому что ему выпала миссия быть главным миссионером среди северокорейского народа, потому что других представителей у нас нет. Вот. И вторая его миссия – это привести к истине православия Евразийский союз молодежи. Александр Владимирович живет в соседнем доме, как известно. Вот. И задача привести евразийские структуры, евразийские силы к истине православия. Что православие – это не просто традиция, не одна из традиций, а это истина едино спасительная, и это должен понимать каждый человек, евразиец в особенности. Но очень важно, чтобы у евразийцев в ЕСМ был свой приход. Вот, прошу отцов подумать, куда лучше всего ходить, зависит от их места жительства и желания духовно окормлять. И это идейное течение российской молодежи. Спасибо. Артем, Артему мы дадим слово чуть-чуть позже, поскольку у Артема доклад, как я понял, небольшой доклад. А сейчас мы пока еще ожидаем тех, кто не подошел, наших дорогих отца Антония и Константина Федоровича Затулина. Мы перейдем к первой секции нашей конференции. Она называется «Актуальные вопросы проповеди Христа восточным народам в новейшее время и объединение православных христиан для их решения на примере положительного опыта православных татар». Слово предоставляется Бухару Динаре Булгаровне. Динара первая, кто поехал в Киргизию проповедовать и готовить условия для последующих приездов отца Даниила нашей общины в Киргизию. То, о чем сегодня упомянул сейчас Кирилл Александрович. Также Кирилл Александрович упомянул о Дигенбаевой Гульнаре. Гульнара является не только кыргызской, она еще и татарка по папе. Она потомок татарского княжеского рода Чанышевых, это прямые потомки Чингисхана. По маме она также из знатного кыргызского рода. И там интересный действительно приют сложился из людей, которые в основном представляют три национальности. Это этнические русские, татары и кыргызы. Вот. И они исповедуют православие, очень активные ребята, помогают друг другу, где бы ни оказались, в какой бы стране ни оказались, у них есть вот прям как сеть налажена взаимопомощи. То, что нам не хватает часто, это оказывать друг другу взаимопомощь, быть всегда друг с другом на связи. Вот. Часто бывает ситуация, когда человек пришел в храм и остался незамеченным. Вот. И бывает даже годами ходит в храм, исповедуется, причащается, уходит домой, никто не знает, какие у него проблемы. Вот. Какие проблемы, может чем-то помочь, да, там вот как-то протянуть руку помощи, поинтересоваться. А там положительный пример общинной жизни. Потому что у нас как бы жизнь, она условно делится на общинную жизнь, приходскую и заходскую. Вот. Если как бы говорить про заходскую понятно, про приходскую тоже, я думаю, всем понятно. В условиях Москвы, мегаполис, не часто знаешь, кто у тебя сосед. Даже в храм можно ходить, часто с одним и тем же человеком не понимать, с кем ты хочешь. А есть еще общинная жизнь. Вот общинная жизнь сложилась как раз естественным образом у отца Даниила, со своего его. Здравствуйте, дорогой батюшка, к нам пришел после лечения отец Кирилл. Тоже очень будем рады вашему выступлению. Это атомная смесь единоверия и татарского миссионерства. Атомный коктейль. Отец Кирилл тоже знал отца Даниила.
вот мы рассказываем про общинность, бывает вот действительно община. Вот у отца Кирилла также сложилась своя община. Именно там люди друг друга знают, чувствуют локоть друг друга, есть чувство плеча. Вот у отца Данила точно так же было. И вот я буду так потихонечку рассказывать про... Динара и Константин Федорович не могу не отметить Божий промысел в нашем собрании. Почему? Потому что благодаря Константину Затулину появился храм апостола Фомы, и уже почти достроенный храм пророка Даниила. Как было дело? Затулин тогда был кандидатом в депутата по 197 округу в Москве. Вот, и он меня просил собрать духовенство Восточного округа. И скажу честно, это была самая позорная встреча в моей жизни, потому что я собрал батюшек и задумал, ну что вы хотите, что вам надо? Они говорят, а нам ничего не надо, у нас все есть. У храмов тогда было мало, народу полно, все несут, все хорошо, ничего не надо. Вот, я просто провалился сквозь стол, я покраснел, я звоню отцу Даниилу, отец Даниил, слушай, полный позор, но неужели ты хочешь всю жизнь оставаться там третьим священником на Крутицком подворье? Вот давай, начинается программа строительства храмов в новых районах, давай пробивай, что Затулин тебе дал землеотвод, и ты построишь и будешь настоятелем. Давай. В общем, они договорились. Константин Федорович пробил землеотвод, легитимировал его, там был Юрий Лужков, и с Божьей помощью личные средства Кирилла уже достроен храм пророка Даниила, остались только внутренние работы, провести канализацию, отопление, а вот сам храм уже готов, уже кресты водружены, уже и этот храм стал доминантой всего района Москворечья Соборного. Итак, перейдем к первому докладу. Первый доклад Фаровой Динары Абдулбяровны. И первая часть наших докладов, вот этой первой секции, затрагивающей актуальные вопросы проповеди Христа восточным народам в новейшее время и объединения православных христиан для их решения на примере положительного опыта православных татар. Первая часть докладов, она в каком-то смысле является такой отчетной. То есть мы подведем некоторые итоги за 22 года работы и отчет о проделанной работе с момента последней конференции. В том числе осветим вопрос богослужений на татарском и других восточных языках. Поэтому, пожалуйста, Да, по поводу Киргизии я немножечко расскажу буквально по докладу. Я подошла к отцу Даниилу Сысоеву, которого тогда повстречала, я крестилась, повстречала отца Даниила и увидела общину, она уже тогда была. Уже были православные татары, такие энергичные, как татарский народ, очень энергичные, позитивные, не совсем не унывающие, славящие Христа по-татарски, многие утерявшие татарский язык, но с радостью желали молиться на родном езыке. И у меня было свободное время, я подошла к отцу Даниилу и говорю: отец Даниил, чем я могу быть вам полезным? Отец Даниил сказал: езжай-ка ты в Киргизию. Меня это удивило весьма, и я спросила, в чем будет моя польза. Он сказал, что готовит поездку в Киргизию и хочет понять обстановку, хочет узнать священников, которые расположены в миссионерской работе. И я спросила, а как же я поеду? Нужны средства, и там надо где-то жить, и на какое вы считаете время нужно ехать, чтобы решить эти вопросы. И он сказал, ну, наверное, месяц, как раз у меня и было это время. И я спросила, а где же я буду жить? А он сказал, все надо делать по-апостольски. Меня это поразило. И приедешь в Бишкек и зайдешь в самый главный храм, и подойдешь к настоятелю и скажешь: я приехала из Москвы, меня послал отец Даниил Сысоев, и мне вот надо где-то жить.
а как же деньги? А деньги тебе пошлет Господь. Вот. Меня это как-то все удивило, но отец Даниил учил нас, что Евангелие – это не что-то из прошлого. Часть нового действия. Это не книга, которая древняя книга, не имеющая отношения к сегодняшнему дню. Он нам показал и научил нас, что это книга сегодня. И я спросила, а что же мне говорить киргизам, которые хотят услышать Слово Божие, я только недавно крестилась. И он сказал, говори по символу веры. В символе веры вся наша вера. И если ты знаешь символ веры, а уже, естественно, символ веры был понятен, и вот рассказывай по символу веры о нашей вере. В ней ключи, в нем, в символе веры, ключи к вере. Постоянно причащайся, часто причащайся, он говорил, и непрестанно читай Евангелие. Это его руководство, которое он дал мне. Дальше он сказал, что давай будем все время на связи. Сразу как-то все сложилось, какие-то появились деньги на дорогу туда. И я приехала без средств, пришла в храм. Действительно, мне сразу же нашли место, где жить, купевший корень. И потом я нашла православных татар, которые тоже мне дали жилье. Оказывается, в Киргизии были православные татары, целая семья. И еще что меня поразило, я узнала о том, что в Киргизии очень много протестантов, кыргызов-протестантов. И вот эту всю информацию я рассказала потом отцу Даниилу, мы с ним были на связи. И он потом поехал уже, он попросил меня найти, где ему остановиться, я нашла. Но это по поводу того, я хотела сделать пометку, когда звучит, проповедовать. На самом деле я на тот момент была сама человеком, только-только вошедшим в церковь, и, в общем, рассказала вам, как есть. Я подготовила небольшой доклад, я его зачитаю, потому что какие-то вещи могу упустить. Это важно. Московская татарская православно-христианская община была основана в 2003 году отцом Даниилом Сысоевым. Татарский народ является двухконфессиональным. Значительная его часть исповедует православие. Это относится не только к представителям особых православных этнических общностей, входящих в него, но и к православным христианам, представляющим другие группы многокультурного татарского народа. В новейшее время в результате самостоятельных духовных поисков большое количество татар и близких им восточных народов обращается в православие. И это имеет для них подчас драматические внешние последствия. Единоплеменники от них отказываются, считая, что переход в православие – это этническое обрусение и измена национальным традициям. Поэтому одной из поставленных православной татарской общиной перед собой задач является окормление новообращенных, помощь им войти в православную жизнь, объяснение оглашаемым, что приход в православие – это вопрос поиска истины, а не перехода в другую культурную традицию. Отсюда вытекает другая задача нашей общины – освящение тех национальных черт татарского и других восточных народов, которые позволяют им при сохранении своей культуры, самоуважения и самоидентификации внести свой уникальный вклад в молитвенное прославление Бога, пребывая при этом в гармоничном единстве со всей полнотой Церкви. Для более эффективного решения этих задач в 2019 году членами Московской татарской православно-христианской общины были созданы и зарегистрированы в Минюсте России две общественные организации. Региональная общественная организация по сохранению и развитию родного языка и культуры Союз православных татар и местная общественная организация Татарская национальная культурная автономия Радиус Дагестан ЮЗАО города Москвы. Кроме того, в Республике Башкортостан была создана и зарегистрирована региональная общественная организация по сохранению родного языка и культуры Башкирское татарское православно-христианское объединение. И руководитель Кисматуллин Ринат Рифович, он не смог приехать, но татар, башкир в Башкортостане православных значительное число, и они там тоже объединяются, что не может не радовать нас. Большинство членов Московской татарской православно-христианской общины, Союза православных татар и других указанных организаций, но не все, это представители различных татарских этнических общностей и близких им восточных народов.
а также русские татарского происхождения. Среди них наиболее многочисленные мещерские татары, в то время как казанские татары и этнические граждане Татарстана и Башкортостана на территории Московского региона исторически представляют меньшую часть. Однако мусульмане гражданами называют всех представителей нашей общины и всех православных татар в целом, совершенно справедливо вкладывая свое слово «кряженым» изначальный религиозный смысл в значении «крещенные во Христа», то есть христиане. В свою очередь, среди этнических граждан Татарстана и Башкортостана, которые на сегодняшний день юридически являются частью татар, в том числе членов наших организаций, есть как сторонники единства многокультурного татарского народа, так и сторонники этнического самоопределения, не называющие себя татарами. Это не препятствует последним быть активными членами наших организаций, так как наша деятельность не является узконаправленной в этнокультурном смысле. Мы уважаем сторонников разных точек зрения на дальнейшее национальное развитие и объединяем представителей всех восточных народов, близких татарам, а также русских татарского происхождения и просто всех православных христиан, неравнодушных к делу проповеди Христа восточным народам. Этнические кряжины, исторические названия крещенные татары, Татарстана и Башкортостана, чьи предки в XIX веке получили и усвоили церковную традицию Николая Глинского, выполнили задачу инкультурации православия в тюркскую среду, и теперь это необходимо использовать в миссионерской работе. Николай Ильинский и отец Василий Тимофеев, которых православные татары почитают как святых, в 1863-1864 годах основали Казанскую центральную крещенно-татарскую школу как миссионерский проект и создали письменность разговорного татарского языка с алфавитом на основе кириллицы, а также занимались переводами православного богослужения и священного писания на татарский язык не только для этнических граждан современного Татарстана и Башкортостана, но и для всех татар и близких им восточных народов. Это наше общее наследие, которое должно быть использовано в пользу Христа восточным народам. Поэтому еще одной задачей нашей общины является оказание поддержки гражданским программам. Чтобы оценить, насколько далеко мы продвинулись в решении этих и других поставленных задач, полезно остановиться на всех путях своих и с молитвой Господу Иисусу Христу духовным взором обратиться в прошлое, посмотреть на то, какие были приняты решения и выбраны направления деятельности общины на первой православной татаро-кряжанской конференции под председательством принявшего мученическую смерть за Христа отца Даниила Сысоева в январе 2006 года. Тогда в далеком 2006 году было обозначено два направления проповеди Христа восточным народам, а именно создание единой православной миссии для тюркского, татарского пространства, охватывающего не только тюркоязычные, но и соседние народы в культурно-историческом плане, близкие им. Создание блока крестьян Кавказа, который мог бы помочь решить многие не только духовные, но и социально-политические проблемы в горячем регионе, а также политические настроения, поднимающиеся в последние годы в самой России. Так озвучил отец Даниил еще в то время. На наш взгляд, актуальность данных направлений проповеди Христа восточным народам с тех пор только возросла, особенно с учетом увеличения напряженности между увеличивающимся количеством многодетных мигрантов и числа так называемых этнических мусульман Средней Азии и Закавказья, и коренным, в большинстве случаев крещенным, но не церковным или слабо церковным местным населением, убивающего своих детей абортами. Последнее, к сожалению, относится в полной мере к татарскому народу. Поэтому с самого начала еще одной задачей православной татарской общины была борьба с абортами с целью полного их запрета. По нашей убежденности, только православная проповедь Христа восточным народам, в том числе мигрантам в Россию и Средней Азии, на примере положительного опыта православных татар, способна по-настоящему примирить и объединить этнических русских, татар, узбеков, кыргызов, таджиков, азербайджанцев и других. В далеком 2006 году, говоря о планах православной татарской общины, отец Даниил напомнил, что ее члены принимают деятельное участие в жизни прихода строящегося храма пророка Даниила в районе станции метро Кантемировская. На территории храма было запланировано возведение комплекса зданий с размещением в них миссионерского центра с миссионерской школой, а также татарского и азербайджанского культурных центров, приходского издательства и благотворительной столовой для бедных. В настоящее время храм пророка Даниила уже почти построен. Об этом нам подробно расскажут присутствующие здесь другие члены нашей общины, однако про возведение комплекса зданий с размещением в них миссионерского центра, татарского и азербайджанского культурных центров, на наш взгляд, следует особо заострить внимание. Это была воля отца Даниила, которую мы не имеем права игнорировать. Также на первой татаро-кряжанской конференции обсуждался вопрос о создании русско-татарского альманаха «Татарский благовестник», о котором также стоит напомнить,
выход такого альманаха будет способствовать укреплению единства русских, татар и других народов на основе православия. Кроме того, на первой конференции обсуждались итоги открытого диалога с мусульманами и перспективы дальнейших дискуссий с ними на тему «Современное состояние человечества с точки зрения православия и ислама». Площадкой для встреч с мусульманами был выбран татарский культурный центр, так как он религиозно нейтрален, что является основой для веротерпимости и взаимопонимания в подобной полемике. Было предложено транслировать эти встречи в сети интернет. Также обсуждалась возможность совершения паломнических поездок с приглашением мусульман к мощам татарских святых, преподобного царевича Петра Ордынского в Ростов Великий и преподобного Пафнутия Боровского в Калужскую область. С тех пор прошло почти 19 лет. За это время членами Московской православно-христианской общины, Союза православных татар и других наших организаций было много сделано. Но что-то продвинулось незначительно или просто стоит на месте. Кроме того, было сделано то, что не озвучилось на первой конференции, но вытекло из нее, развиваясь логичным, естественным образом. Конечно, основным достижением мы считаем впервые за 7 веков со времен хана Узбека, то есть насильственной исламизации татар и других народов, начавшейся в 1321 году, восстановление исторической и религиозной справедливости, то есть официальное признание со стороны татар-мусульман татарского народа двухконфессиональным, а православие исторически традиционным для татар наряду с ханафитским исламом. И здесь еще хочу напомнить, что 29 августа 2020 года в стратегии развития татарского народа, который готовил сам татарский народ, появилась такая новость о том, что татары традиционно, православные татары традиционно исторически всегда были в татарском народе. Ну, я сейчас точно предложение не прочитаю, но это уже прописано в стратегии. И когда нам говорят теперь, что вы, православные татары, предатели татарского народа, потому что ушли от религии предков, сами татары признали историчность православия в татарском народе. Именно историчность, то есть в веках признано, что всегда были православные татары. И они, то есть мы принимаем Христа постоянно и сейчас. И это очень важно говорить, и вот это неправильное понимание очень важно просвещать татар, которые близки к Христу, но не понимают, не знают. Есть люди, которые хотят креститься. Надо говорить, что татары признаны официально двухнациональным народом. И наша община развивала татарское искусство, православно-татарское искусство шамаи. И мы продолжаем уже много лет. Вот здесь вот выставлены такие шамаили. Это молитвы, наши самые известные на татарском языке, в восточном направлении. И очень было бы здорово, чтобы казахи православные делали подобные шамаили, кыргызы и другие восточные народы. Это очень близко восточному глазу, когда молитвы на родном языке обрамляются восточными орнаментами, изображениями. И также мы с того момента, как отец Даниил был руководителем нашей общины, он написал икону «Святые ислама обратившись». Это была первая икона, которую отец Даниил сам задумал, и она была при его жизни написана. Вот эта первая икона Татьяна Ивановна привезла ее из храма апостола Фомы на Кантемировской. И, собственно, мы благодарны отцу Даниилу и за это направление тоже. Дальнейшие иконы, собор, то есть Курултай татарских святых, была написана именно после этой иконы. Если здесь изображены святые просто из ислама обратившиеся, их здесь немало, то на следующей иконе уже татары и чистокровные, чингизиды есть, и татары, имеющие татарское происхождение святые, вот изображены уже на этой иконе. И дальше был тоже ряд икон. Отец Андрей Якубов у нас служит молебен на татарском языке уже не один год. И была написана икона святого мученика Авраама Болгарского, потому что молебен, который начал отец Даниил Сысоев,
отец Андрей Якубов продолжил с акафистом, со вставкой с акафистом мученику Авраамию. И вот была написана потом эта икона, это уже третья. И дальше уже икона Авраамия Болгарского, все в таком татарском стиле, Феодора Болгарского и Александра Невского с ханом Салтаном. Не надо ни в коем случае смущаться, потому что иконы, они необычные. Разрабатывала иконографию школа Святого Алибия. И очень много поработали, чтобы все было правильно, было все соответствовало. Писал икону Виктор Юрьевич Трускалов. Не знаю, он сегодня должен был прийти рассказать, но он еще не дошел. Вот, в общем, можно подойти, потом приложиться к этим иконам. Сегодня была служена литургия на современном литературном татарском языке. Уникальность этой литургии в том, что до этого момента литургии были и проводятся регулярно литургии на переводе Николая Минского. Были литургии тюркские, то есть литургии с разными тюркскими языками. Там присутствовали разные народы. А вот сегодня была литургия, благодарим отца Дионисия Гришкова, сегодня была литургия на современном литературном татарском языке. Адаптировал эту литургию, то есть перевод, отец Иннокентий Кильдеев, который тоже знал отца Даниила. Он сам его нашел, увидел, что есть татарская православная община, приехал к отцу Даниилу, познакомился с ним. И после уже мученической кончины отца Даниила мы не прекращали с отцом Иннокентием проводить дальнейшую работу, он делает нам переводы и всегда нам помогает. Когда мы говорим, что вот надо сделать тот контакт перевести, или тот тропарь перевести, отец Иннокентий, он настоящий монах, но он находит время и эти переводы нам делает. Дальше хотелось бы рассказать. Вот Ирина Ревина, Жиброва Ирина Шатовна расскажет сегодня про переводы житий святых, ну вот похоже немножко, да, на татарский язык. Эту работу мы тоже проводим, и переводческая деятельность она у нас все эти годы велась. Мы еще сделали фильм, когда был ковидный период, была идея, что же все были закрыты в своих домах, что же можем мы сделать, а энергии у татар очень много. И мы решили делать фильм, в котором мы собирали свидетельства. Оказывается, на опыте, что мы увидели, такое большое число православных татар, сколько людей через нас прошло, это даже вот люди идут, кто-то задерживается, но на самом деле немногие. Те, кто что-то регулярно делает, отец Андрей не даст здесь сказать неправду, что на самом деле люди, которые задерживаются и постоянно ходят на молебны, готовятся, их немного. И то же самое со свидетельствами. Как каждого татарина, которого я видела, я всегда говорила, сделай свидетельство для фильма. И многие отказываются, кто-то по причине того, что действительно боится родственников. А обычно это люди, которые были реально связаны, погружены в ислам. Но таковых среди татар немного. Насколько я видела, многие были повреждены восточными разными учениями, всякой магией. Многие пришли к православию из протестантизма, многие из-за чудес. То есть были атеистами, потом с ними произошли невероятные чудеса. И вот немногие из этих людей рассказали свои свидетельства. И мы сделали первый фильм, назвали его «Православные мусульмане». Такое немножко заманивающее, необычное название, чтобы оно привлекало. И в этом году сделан второй фильм. Премьеры еще его не было, мы очень не выжили, но он уже готов. «Православные мусульмане», часть 2. Там свидетельство православных татар, и не только, потому что в нашу общину мы принимаем всегда всех. У нас никогда нет такого, мы не цедим, кто насколько татарин, кто насколько знает татарский язык, а кто казах, а кто узбек, кто вообще люди восточной культуры, неважно, что с ними было, если они хотят служить Христу, просто объединиться, мы их всегда принимаем, всегда рады. И вообще, в первую очередь,
вот на моем опыте, то, что мы работу проводим после осады Нила, я поняла и увидела, что первое, что мы должны сделать, это объединиться. Мы должны все собраться, собираться в маленькие общины в разных регионах, потому что невозможно славить Христа там, на молебне, на литургии, если просто живут в разных домах два православных татарина или казаха или кыргыза, но не знают о том, что один и второй православный. Такие моменты мы тоже увидели, когда люди, даже родственники, и скрывали друг от друга, что они православные. Татарин родственник один, татарин родственник другой. И из того, что есть ложное мнение о том, что народы восточной культуры, они не исповедуют православие, это не дает объединиться людям и не дает выцерковляться правильно, и не дает славить Христа на родном языке и рассказывать ту радость и счастье, с которым человек познакомился своим родным и близким. То есть происходит такое прятание веры, некоторое мучение даже человека, потому что мы столкнулись с тем, что если человек крестился и скрывает это, то, конечно же, происходит некоторый разрыв. Вот мы этот рубеж прошли. И за год мы участвовали на Петра-Байрам. Это праздник крещенных татар, который ежегодно проводится в Татарстане. Праздник посвящен Верховному апостолу Петра и Павла. И собирается огромное количество крещенных татар и разных просто людей. И празднуют широко окончание поста. Дальше мы послужили молебны в Татарстане, провели джиены, праздник Святой Троицы, с татарскими молитвами праздновали, собрались и праздновали, как это в лучших традициях отца Даниила, потому что отец Даниил всегда говорил: не унывайте, радуйтесь, славьте Христа, и татарин, и любой другой христианин должен всегда быть с улыбкой и всегда быть радостным. Ну, наверное, я уже долго говорю, да? Что-то добавить потом? Ну, я что-то, может быть, если упустила, я добавлю потом. А так, спасибо большое. Слово предоставляется отцу Дионисию Гришкову. Я, наверное, лишь что могу рассказать, добавить. Мы действительно при нашем храме в честь иконы Божьей Матери Неопалимой Христина Вадрама совершаем богослужение для тех иностранцев, у кого есть языковой барьер. Я имею в виду иностранцев с стран Востока, в основном неправославных людей. Изначально эта идея, она у меня возникла очень естественно. Вот, мы в 2018 году начали работать с иностранцами, с мигрантами, с беженцами, желая создать некий такой мостик, через который можно соприкасаться с людьми, которые, скажем так, смущаются говорить о вере, с людьми, которые не ищут, что ли, так прям горячо истину, чтобы можно было остановить на улице, и они продолжили с тобой дискутировать, вопрошать. И мы такой волонтерской командой изобрели метод, по сути дела, социальной работы, социальной образовательной работы. Вот. В 2018 году было у нас открыто несколько групп образовательных, куда мы пригласили мигрантов, детей мигрантов, их родителей, и помогали им обучаться, чтобы поступить в российскую школу. Собственно, они сами туда и так поступали. Наша цель была несколько задач реализовать.
помочь нашим учителям, чтобы дети к ним все же пришли знающими русский язык, не обременяли русскоговорящих детей, вот, не были обузой. И в то же время как бы решили задачи, потому что эти семьи искали какой-то выход, как им, и чтобы их дети все же знали язык, были грамотные. Вот, и так вот у нас открылось несколько групп, около 20 с чем-то семей у нас было к концу 2018 года. Вот, но вместе с мигрантами, которые не просто всегда к ним найти какой-то доступ, нужно всегда иметь индивидуальный подход, общаться с людьми, дружить с ними, разговаривать на какие-то неформальные темы, стараться найти дружественный подход, пить чай, слушать, что они говорят, вот, находить интересующихся людей, с ними общаться, уже, может быть, на какие-то духовные темы, или хотя бы предложить им, рассказывать им про историю христианства в их странах, немножко показывать книги на их языках. Вот. Таким образом, некоторые интересующиеся люди находились, но вместе с ними у нас 18-й год перетек в 19-й, 19-й в 20-й, и у нас появилось больше социальной работы, вот, потому что много людей из числа иностранцев оказывались не только временными мигрантами, но и людьми, которые не могли по объективным причинам уехать домой. Это беженцы из стран, где война шла, или где люди потеряли свой дом, или где действительно тяжело живется, гораздо тяжелее, чем в каких-то даже неблагополучных местах нашей Родины. Вот. И такие люди, там, скажем, из африканских стран, из восточных других стран, они как бы более, что ли, были заинтересованы православием, или у них даже не то, что заинтересованы, у них меньше барьеров православия было. И постепенно к 2020 году появилось, может быть, десяток людей, кто присоединился к церкви. Это были арабы, иранцы и африканцы. И стал вопрос, как этим людям-то молиться? Вот они присоединились к церкви, а как им молиться? И тогда еще не вставал вопрос, чтобы прям совершить службу на таком языке, на котором у нас не было опыта молитвы, там, на фарси, скажем, или на узбекском языке. Я просто думал, что надо, тем более большая часть обращенных была с Дальнего зарубежья. Вот, и мы начали думать о службе на английском языке. Вот. Даже на английском языке в 2020 году во всей Москве многомиллионный полностью литургия на английском языке не совершалась регулярно, а совершалась раз в год на какой-то праздник, и то не полностью, а частично. По-моему, это было в РПУ, на подворье американском тоже там не было, по-моему, полной все же службы, там совершалось лишь ставками малых певтиней, евангельских чтений, таких вот отдельных элементов. И вот для этой маленькой общинки, которая у нас присоединилась благодаря работе нашего благотворительного центра, фонда благотворительного, мы осенью 2020 года начали служить на английском языке, служили. Но Господь нам тоже послал талантливых миссионеров, кто обладает такими музыкальными способностями. И совершенно неожиданно я узнал, что они, оказывается, знали киргизский язык и жили в Киргизии. И как-то мы подумали, а почему бы нам попробовать или не подготовить службу на киргизском языке. Вот тогда тоже вокруг нас аккумулировались люди крещенные, киргизы, но, скажем так, немножко во многом они были с какой-то потухшей идеей миссии. Вот, и когда они видели, что к нам приходят киргизы, у них начинало что-то оживать, и вот мы решили все же эту службу провести на киргизском языке. Вот. И я уже не помню, кто это был станин 20, который уже в 2021 году, вот провели мы первую группу служения на киргизском языке. Туда пришли мусульмане, киргизы, узбеки тоже пришли, мы не туда вставляли и на узбекском языке. То есть она была как бы на двух языках, на узбекском и на киргизском. Вот. Не сказать, что народу прям очень много, конечно, но несколько десятков у нас было, и с тех пор мы служим
может быть, до 4 раз в году, наверное, богослужения. Вот. Были случаи, когда у нас приходило прям много людей, и даже людей некрещенных, именно посмотреть. Один раз это было так, как-то совпало, где-то, наверное, человек 40 было службе, но это было разово. В основном на службах, конечно, не так много народу присутствует, это 10-15 человек максимум. Ну, бывает и вообще 5. Вот. Но сам факт присутствия, он, конечно, очень важен. То есть исторически, как бы постепенно так складывалось, что у нас больше крестилось людей из Ирана, из Таджикистана, вот, и стало ясно, что надо все же даже больший запрос такой, это люди, кто действительно не говорят по-русски, особенно иранцы, вот, и мы сделали такое же служение на фарси, вот, выделили его тоже достаточно долгое время, посвящали, чтобы выделить тексты с переводчиками, с носителями языка. Вот. И также у нас примерно столько же раз в году мы совершаем службу на фарси, да? Фарси это там 2 языка получается. Вот, поэтому, конечно, основа все равно у нас церковно-славянская, как и сегодня, то есть молитвы священнические, тайные молитвы, все они читаются на нашем, традиционном служебнике, который у нас в старой церкви, но ектении, и то, что мы изменяем и песнопение, мы относим, поэтому для людей есть возможность тоже костяк службы понять на своем языке. Вот. Нужно сказать, что для меня стало таким открытием это именно интерес или открытость к христианству вот в такой стране, как Иран, потому что мы начали вести телеграм-канал на фарси, как бы в него присоединяются люди, потом они от него уходят, потому что это определенная тоже опасность быть постоянно подписанным на христианский канал. Вот. Там около 200 человек подписано, но это, может быть, для обычного телеграм-канала вообще никакая цифра, но для телеграм-канала, который направлен на аудиторию внутри исламской страны, это на самом деле цифра значимая, потому что это в основном люди, кто что-то ищет. Вот. И несколько раз у нас были уже выездные крещения для персов в нашей епархии в Армении. Вот, то есть люди готовились онлайн через наш телеграм-канал, приезжали в Армению, читали катехизисы, Евангелия, приезжали и крестились там. Вот. Вместе с нами есть и другие миссионеры, кто этим занимаются. Другая группа, к примеру, приезжала в Грузию, также креститься. Вот. Можно сказать, я считаю, что важно делать, использовать разные средства, которые есть. Это и социальная работа, и преподавание русского языка, вот, и культурные мероприятия, вот, и работа с молодежью, и уличная миссия важна, потому что всегда какие-то особые первые, такие особые люди через прямую проповедь зажигаются и также к нам приходят на службу. Вот. По поводу одного рационального вывода я не скажу, но действительно самое, что я сказал в предыдущем слове, самое, мне кажется, опасное в нашей комиссии это что опускание рук или недостаток надежды. Я, наверное, эту мысль просто и повторю. Конечно, есть разные опасности всегда в любом новом деле, это как некий корабль, который швартуется, он может задеть пирс или задеть за себя и находится на берегу. Вот. Воцерковление людей, приходящих из иных вер, какими они бы ни были, это сложная пасторская работа. Вот. Конечно, здесь, с одной стороны, у нас такой запал, с другой стороны, надо очень аккуратно с людьми учиться чувствовать их, в каком они состоянии. Вот. Не
не пренебрегать участием священника во всех наших процессах, да, работы с народами, вот, чтобы это все было в традиции церкви, чтобы мы людей приводили в традицию церковную. И эти общины, они были частью нашей церкви, вот, частью ежедневной жизни Русской Православной Церкви. Спасибо большое. Спасибо большое. Есть ли у кого-то какие-то вопросы к отцу Дионисию? На английском продолжать? Ну, на английском и на французском языках сейчас взял на себя эстафету по написанию вот таких фильмов, это же храм Святителя Николая. Это как храм был Весневского дела, вроде бы на данный момент переходный период. Вот, но здесь служба проходит еженедельно на английском, на французском языке. Из международных языков в нашем приходе осталось богослужение на испанском языке. Вот, потому что у нас кубинская община по национальности фамилии, мы оказываем им разное содействие, медицинскую помощь. У нас просто так сложилась связь с посольством, и у нас крестилось ряд семей из Кубы, поэтому мы проводим службу на испанском языке. Сейчас молебны. Тоже такой нюанс, есть свои особенности проведения служб. Вот мы начали проводить молебны, и интересно, что так как кубинцы, они все достаточно мало религиозные люди, и они не привыкли к долгим службам, вот, и для них более понятно сначала помолиться на молебне, потому что литургия для них сложно просто даже воспринять долготу службы, что стоять надо вообще на службе, а не сидеть там в ладоши, как угодно. Вот, плюс наши как бы особенности русского православия, да, что у нас тоже акцент на хоровом пении, чем на общенародном пении. Вот, и молебен, да, вот он как-то, да, и на молебне мы предлагаем людям помолиться об их нуждах, то есть, когда приходят люди некрещенных, кубинцев очень много некрещенных, ни в какой конфессии, потому что эта страна посткоммунистическая, вот, часто люди, которые крестились в католической церкви, они вообще ничего о католицизме не знают совсем, да что такое Папа Римский, не знают. Вот. Или когда им говоришь, что Папа Римский, там, у него есть такие функции, они говорят, да я не верю в такого Папа Римского. То есть, да, Куба — это страна, такая, народ ее находится на перепутье, мне кажется, духовном. И куда она пойдет в ближайшем будущем, тоже большой вопрос, потому что американские протестанты очень активно там работают. Вот. Конечно, странно, что у нас такие связи с Кубой исторические и политические, а мы, слава Богу, конечно, что присутствует наша церковь на Кубе, но должна, мне кажется, быть прям очень активная работа, вот, потому что Куба в духовном смысле, конечно, на большом распутье. Спасибо. Какие-то еще есть вопросы к отцу Дионисию? Спасибо. К нам прибыл долгожданный гость Константин Федорович Затулин. Давайте поприветствуем. Имперский политик, который не стесняется высказываться по поводу мигрантов, и не в том ключе, в каком у нас в последнее время говорят о добром ключе по отношению к мигрантам, о том, что нужно этих людей интегрировать в наше общество. И то, что наши граждане также за рубежом в странах СНГ, в странах Средней Азии, в Казахстане, они находятся в том же самом положении, как здесь находятся мигранты. То есть, ну, я не буду за Константина Федоровича рассказывать, но он сам расскажет то, что нам будет интересно всем услышать. Одно можно сказать, что
православные татары и другие православные представители восточных народов поддерживают Константина Федоровича. И вот направление по проповеди восточным народам, естественно, должно идти рука об руку с деятельностью вашего института и с вами. Вот как раз хотел бы предложить нам после сегодняшнего мероприятия укрепить наше сотрудничество, наладить нашу деятельность взаимопомощи друг другу. Вот Кирилл Александрович, он представляет также институт стран СНГ, он отвечает за связь с Русской Православной Церковью и по многим стратегическим направлениям работает у вас в институте. Вот нам хочется услышать от вас и ваше мнение, и ваш взгляд на все эти вопросы, на вопрос проповеди православного христианства, проповеди Христа восточным народам. Пожалуйста, Константин Федорович. Спасибо. Спасибо. Я всех приветствую. Хочу извиниться за поздний приход. Но так случилось, что я никак не мог поспеть к началу вашей встречи. Но против ожидания оказался еще позже, чем хотел. Я так понимаю, что ваш важный разговор подходит к своему какому-то завершению сегодня. Хочу сказать, что, конечно, я благодарен за приглашение. Я был знаком с отцом Дмитрием Сысоевым. Однажды даже мы вместе отмечали крещение. Даниилом Сысоевым, да, прошу прощения. Знаю его трагической судьбе, тем более, что он как раз в тот момент служил, насколько я понимаю, на территории моего избирательного округа, который был в районе Царицына, Сабурова, на юге Москвы, районы, которые в национальном отношении достаточно пестрые. Там много выходцев с Кавказа по традиции. Наверное, не только с Кавказа, но сейчас и из Средней Азии, из республик, бывших союзных республик. Безусловно, я не могу себя ни в коей мере считать каким-то авторитетом в том, что касается миссионерства. Мне кажется, что, вообще говоря, проповедь христианства на восток – это традиция. И мы знаем, что еще в те времена, когда только образовывалась империя Чингисхана, в то время уже на востоке были среди татарских, монгольских племен несторяне, которые там были активно представлены. Один из противников Чингисхана на определенном этапе, Ван-хан, был несторянином. Все знают очень хорошо, что все средние века в Европе, ранее Средневековье, распространялись легенды о пресвитере Иоанне, который там на востоке союзником является христиан. Надо просто соединиться, надо дойти, надо встретиться. Это были другие времена. В наше время, конечно, все связанное с миссионерством должно быть очень выверенным, очень, с одной стороны, осторожным, конечно, благородным делом, но при этом, конечно, мы не должны создавать повода для внутренних конфликтов, обвинений в прозелитизме и так далее, и так далее. Но, если я правильно понимаю, Слово Божие и учение, которое несет с собой Русская Православная Церковь, она не должна иметь национальных ограничений. И в этом смысле татары один из тех народов, который может это слово услышать из уст священнослужителей Русской Православной Церкви. Ну, я должен признаться, я неделю назад первый раз в жизни побывал в городе Казани, до этого никогда там не был.
Я знаю, вот, представляя меня, упомянули, что я оказался в гуще очень острых дискуссий, которые касаются отношения к трудовой миграции, вообще к тому, что среди нас живут и будут, вероятно, жить люди, которые приезжают сюда для того, чтобы найти работу, для того, чтобы здесь трудиться. В последнее время иногда, потому что есть для этого поводы, иногда без достаточных на то оснований, из каких-то амбиций, собственных политических видов, тема эта становится обостренной. Я являюсь Государственной Думой единственным на сегодняшний день ее спецпредставителем как раз по вопросам гражданства и миграции. Кроме того, что, конечно, вы уже сказали, с 1996 года, с момента основания, возглавляю Институт стран СНГ, у которого есть и второе название — Институт диаспоры и интеграции. Кирилл Фролов, который здесь в третьем ряду или во втором ряду находится, с первых дней работает в нашем институте и возглавляет отдел, который мы с самого начала в структуре института создали по взаимодействию с Русской Православной Церковью. Я не имею чести быть татарином и никогда и не предполагалось, что кто-то в этом будет сомневаться, хотя в последнее время меня всячески пытаются фамилию мою каким-то образом превратить в татарскую, но вот мы донские казаки. Происходим мы на самом деле затулены от фамилии Затула, с Полтавской губернии, когда-то оказачились при Екатерине Великой на Дону, и мой отец, и моя мать, все они были родом с дома. Но я с уважением, конечно, отношусь к татарскому народу, с большим интересом познакомился с городом Казанью. Я много слышал о Казани, действительно, Казань прекрасный город. И в ней замечательные памятники истории и культуры, включая, как вы знаете, икону Казанской Божьей Матери. Побывал, приложился, поклонился и так далее. Я считаю, что, конечно, мы, говоря вот в широком контексте о том, как мы должны относиться в нашей многонациональной России к людям, должны понимать, что, как говорил апостол Матфей, а за ним, это повторил евангелист Лука, как мы хотим, чтобы к нам относились, так и мы должны относиться к людям. И вот этим я руководствуюсь, в том числе сейчас, выполняя свои обязанности как депутат, как специальный представитель Государственной Думы. Не всегда, к сожалению, встречаю понимание, в том числе и со стороны своих коллег. Вот буквально на прошлой неделе, вы, наверное, об этом знаете, у нас Государственная Дума проголосовала практически единогласно, 409 голосов, сразу во втором и третьем чтении за законопроект, который накануне, за день до этого, был проголосован в первом чтении. То есть поставил рекорд. За 2 дня прошла первое, второе и третье чтение закона, смысл которого поправка к закону об образовании, с тем, чтобы, во-первых, речь идет о наших школах, если речь идет о детях иностранных граждан, а закон оперирует именно этим термином там, мигранты, уж тем более не указанием на то, что именно мигранты с Востока, из Средней Азии или Закавказья, дети иностранных граждан, которые здесь, в России, живут, они, во-первых, должны при зачислении в школу подтвердить, что живут они на законных основаниях, потому что у нас есть такое явление, как нелегальная миграция. И, конечно, мы всеми силами пытаемся эту нелегальную миграцию сократить. Нелегальное нарушение закона. Но если они живут здесь на законном основании, они по этим нашим вот поправкам, которые были приняты в Государственной Думе, должны будут пройти тестирование перед тем, как поступить в школу, на знание русского языка. Если они этот русский язык, тесты покажут, что не знают, то в этом случае их не должны зачислять в школу. Они должны
где-то набраться русского языка, обучить его и только после этого, сдав новый тест, если он будет положительный, будет зачислен. Я выступил против этого закона, можно сказать, в одиночку, и продолжаю надеяться на то, что он законом не станет, потому что впереди еще прохождение его через Совет Федерации, потом на подпись президента. Почему я это сделал? Потому что я уверен, так же, как вот святые отцы нам заповедовали, как мы хотим, чтобы к нам относились, так и сами должны относиться к людям. У нас в стране 17 миллионов 700 тысяч учащихся в средних школах. Среди них дети иностранных граждан – это 200 тысяч человек. Каков процент, таким образом, детей иностранных граждан, которые учатся в наших школах? 1,2%. Значит, Конституция Российской Федерации, закон об образовании, который нами был принят, однозначно говорит о том, что все дети, которые здесь в России находятся, имеют право на неполное среднее, бесплатное неполное среднее, среднее и среднее специальное образование. То есть мы объявили и везде сказали, и везде реализовываем этот принцип. Почему возникла эта проблема? Утверждаю, что она проблема потому возникла, что возникли у нас анклавы, и там в этих анклавах пропорция перекошена в пользу семей трудовых мигрантов, как правило, речь идет все время об одной и той же категории, это таджики, узбеки, киргизы. И вот они, если в школах находятся, они, во-первых, создают проблемы, во-вторых, тянут класс назад, потому что не понимают русского языка, и класс вот в этом смысле отстает в темпах своего обучения. И это якобы вот главная такая проблема, которая заставляет нас идти на такое решение. Я пытался поправить коллег и сказать, что в этом случае мы должны организовать дополнительные классы, подготовительные классы, взять на себя то, чтобы их учили русскому языку, но ни в коем случае не отказывать им в обучении в школах, под любым предлогом, даже под предлогом незнания русского языка. Мне говорили, что во всем мире именно так и делается, что является неправдой. Если вы приезжаете, я знаю просто очень хорошо, в Соединенные Штаты, например, ребенок, иностранный гражданин, сдает своего ребенка в школу, он не знает государственного английского языка, там же в школе организуется специальное с ним обучение, для того, чтобы он быстрее нагнал язык и дальше уже вместе со всеми учился. Школа – это не только инструмент образования, это инструмент воспитания. Если мы отказываем на основании плохого знания русского языка или по каким-то другим основаниям ребенку посещать школу, это все равно как отказывать ему в Слове Божьем. Примерно то же самое. Сказать, что вы сначала перед входом в церковь сдайте тест на знание русского языка, например, а потом зайдите и послушайте проповедь. Этого делать нельзя. Надо вовлекать этих детей. Если вы их не пустите в школу, куда они пойдут? Они пойдут на улицу. И проблема, которая сейчас так звучно везде представлена, преступности малолетних, да, просто умножится. В силу того, что дети будут сбиваться в стаи и будут заниматься тем, что им покажется в тот момент, или что им подскажут разные идеи. Иногда хорошие, иногда плохие. Вот это я просто в данном случае на злобу дня говорю о том, какова моя позиция в этих вопросах. И это касается, безусловно, не прямым образом, но касается не только тех, кто к нам приехал, теперь из-за рубежа. Еще 30 лет назад и Таджикистан, и Киргизия, и Узбекистан были частью общего государства. Но и тех, кто живет у нас в стране, потому что это же лицемерие думать, что только дети иностранцев у нас при поступлении в школу не знают русский язык. Вот есть у нас, например, Национальная Республика Тыва. Мне, насколько я знаю, до 80% детей, которые переходят в первый класс, у них проблемы с русским языком, особенно из сельской местности. Но их мы не вправе не зачислить, потому что они дети граждан Российской Федерации, живущих в Тыве. И чем они в этом смысле отличаются от детей таджиков, узбеков и киргизов? Почему мы отказываем, признаем заранее свое поражение, что мы не в состоянии в школе справиться с наплывом вот этих вот детей иностранных граждан?
А на самом деле граждан, бывших наших сограждан, которые перестали быть таковыми с распадом большого государства Советского Союза. Поэтому мне кажется, что здесь мы сделали очень серьезную ошибку. Я очень сожалею, что эта ошибка является поводом для бесконечной полемики в интернете, которая нас совершенно не красит. Я вообще не считаю, что интернет это такой инструмент прогресса, который мы вначале считали его на том основании, что он нам услуги предоставляет. Интернет, как и многие другие инструменты, может быть двояким. Если вы ходите в социальные сети, то вы там совсем познакомитесь. И с хорошим, и с плохим. Но уж во всяком случае, когда дело касается полемики вокруг национального вопроса, вокруг отношения к бывшим нашим согражданам, теперь ставшим гражданами независимого государства, отношение к мигрантам, то вы такого здесь поначитаетесь, что нам самим становится стыдно. И выражения, и оскорбления, и все что угодно. В многонациональной стране, которой является Россия, это недопустимо, потому что сегодня киргизы, завтра татары, башкиры, чеченцы, дагестанцы. Мы под впечатлением всего, что происходило в Чечне, вы знаете, родилось это популярный слоган «Хватит кормить Кавказ». Вы не хотите кормить Кавказ, тогда вам придется от него отказаться. Это в Западной Европе могут сказать туркам, которые приезжают в ФРГ: езжайте к себе на родину. А что мы можем сказать татарам, башкирам, кавказским народам? Езжайте к себе на родину, их родина здесь, на этой территории. Значит, это просто очередной этап, если так подумать, над расчленением и распадом России, если мы будем поощрять вот эти вот все тенденции. Вот поэтому, собственно говоря, я с этим борюсь и против этого выступаю. Я считаю, что Россия является собирательницей земель и народов. В конечном счете мы сейчас ведем войну, в том числе поэтому. И с этой точки зрения нельзя давать себе расслабиться и идти по пути наименьшего сопротивления, просто отмахиваясь от проблем. Мы их не пустим в школу, у нас проблем не будет. Наши проблемы еще увеличатся. И с этими детьми, и с отношениями с этими бывшими странами, потому что ради чего они сюда едут? Если мы перекроем сюда возможность ехать, это вызовет катаклизмы в этих странах, живут беднее нашего. У нас тоже не все в порядке с благосостоянием, но, по крайней мере, беднее нашего совершенно точно. Надо поддерживать ростки. Я был в Таджикистане, и епископ Душанбинский, мне рассказывал, он по совместительству епископ Ейский, потому что там не так много православных в Таджикистане, особенно после того, как большая часть русского населения оттуда выехала в 90-е годы. Рассказывал о том, что происходит в самом деле в Таджикистане, как надо помочь людям, которые пытаются сохранить русский язык, контакты с Россией и так далее. Есть разные люди в любой среде. И в среде мигрантов, и среди наших сограждан. Не будем обольщаться по поводу самих себя. У нас и преступники есть, и насильники и так далее. А откроешь газеты или посмотришь интернет, и оказывается, что у нас вообще нет никаких преступников, убийц, насильников. Все они это мигранты. Это же неправда. Это неправда. Конечно, существуют перекосы. Какие-нибудь котельники под Москвой, где открылся рынок, потому что он открылся, такой оптовый рынок, туда хлынули переселенцы из Средней Азии, возник перекос, начались конфликты на местной бытовой почве и так далее. Надо этого не допускать. У нас проблема мигрантов так остро стоит именно здесь, потому что 48% всех трудовых мигрантов, которые в стране, они работают в Москве, Московской области и Петербурге. На всю остальную страну, всю, еще 50%. Половина здесь. И, конечно, это следствие наших внутренних экономических, политических, социальных перекосов. Что вот именно здесь рынок, именно здесь люди деньги зарабатывают, все сюда стремятся. С этим надо уметь работать. Нужно уметь перенаправлять усилия, перенаправлять эти трудовые потоки и так далее, и так далее.
Но уж во всяком случае не идти по пути. Мы их не знаем, знать не хотим, запретим им въезд, детей их не пустим и так далее, и так далее. Если идти по этому пути, значит мы отказываемся от второго пути развития российского государства, которое развивалось вместе и на основе своего союза с Русской Православной Церковью, по крайней мере, до 17 года. Да и потом тоже, в ответственный период истории. Поэтому я считаю, что все способы легальные, законные должны быть для того, чтобы не переформатировать сознание живущих в России, чтобы оставить ростки сотрудничества, взаимодействия, и Русская Православная Церковь, конечно, в этом может помочь. Но и в ней, конечно, мы же взрослые люди, понимаем, есть разные точки зрения. Есть люди, которые делают упор на то, что вот засилие здесь, нахождение здесь иностранцев, оно создает нам проблемы в нашем укладе жизни. Есть люди, которые говорят, что мы не можем отказаться от миссионерской роли Русской Православной Церкви, какой она была в веках. А если мы отказываемся от этого, то тогда это чревато изменениями в самом характере нашего народа. Я представляю государство, город Сочи. Я из родом из этого города, 20 лет там прожил. Вот второй срок я представляю именно Сочи. Хотя я в 5-й раз депутат Государственной Думы, но 2 срока подряд именно свой родной округ. И у нас впервые несколько лет назад создано на базе Сочи свое самостоятельное, выделен в епископию. У нас епископ сочинский и туапсинский. Вообще-то узбек по национальности, по фамилии Камал. Но он давно крещеный, он замечательно руководит нашей епархией. Именно он стал первым в истории сочинским епископом. Сочи большой город сегодня. И число по переписи не соответствует числу на самом деле. Все туда стремятся, климат, курорт, все такое. Под 1 миллион человек населения. И у нас теперь есть самостоятельно вот такой вот, в рамках Русской Православной Церкви округ епископский, который возглавляет епископ родом из Средней Азии, по национальности узбек. И я должен на том основании, что он успеет его подозревать в том, что он несет какие-то ложные цели и идеалы, но это было бы на самом деле злоупотреблением против истины, потому что восхищенный православный пастор. И я привожу просто примеры, которые мне ближе всего. Я хотел бы пожелать успеха в вашей работе и вообще этой деятельности. Эта деятельность миссионерская, она, конечно, не может быть перечеркнута, но она очень деликатная, и злые силы, конечно, в состоянии спровоцировать и каким-то образом скомпрометировать эту деятельность, создать вокруг этого напряжение. Я думаю, вы с этим тоже иногда сталкиваетесь, если не всегда сталкиваетесь. С этим надо уметь работать. Мне кажется, что вот эти усилия очень важны для того, чтобы мы сохраняли межнациональный мир в нашей стране. Потому что со времен древних и до сегодня главные лица всегда каким образом хотят, с помощью чего хотят создать нам проблемы, старый принцип дивида et impera, то есть разделяй власть. Если нас будут разделять, то над нами будут властвовать. А нам нужно объединяться. И в поддержку Русской Православной Церкви, и в поддержку государства российского, в котором, да, русский народ является государствообразующим. В 2020 году, когда мы все вместе принимали поправки к нашей Конституции, я настаивал на том, чтобы русский язык был назван в нашей Конституции. Русский народ был назван. Русский язык там присутствовал в графе государственном языке, но больше нигде слово «русский» не употреблялось. Я рад, что меня услышали, и что пусть в такой форме, но это нашло свое место в нашей Конституции. Безусловно, без русских Россия не может существовать. Русские были государствообразующим народом и остаются. Но это не значит, что русские имеют какие-то преимущества, даже минимальные, по сравнению с какими-либо гражданами Российской Федерации других национальностей, будь то татары, башкиры, якуты,
эвенки, адыги, чеченцы, дагестанцы и так далее. Не может существовать государство нормально, если на том основании, что я русский или я, допустим, татарин, я имею преимущество в этом государстве. Мы все равны в своих гражданских правах. Но при этом мы понимаем, что исторически так сложилось, что именно русский народ заложил основу этого государства, и именно при его поддержке, на его плечах многое было вынесено в союзе с другими народами. И вот это очень важно, чтобы этот союз был искренним, чтобы он продолжал существовать. И роль в этом веры, роль в этом церкви очень важна. Спасибо вам большое. Можно вопрос? Да, конечно. Константин Федорович, большое спасибо за ваше выступление. Меня зовут Андрей Николаевич Степанов. Я миссионер, сотрудник благотворительного фонда «Рядом дом» помощи мигрантам. С 2018 года работаю в этом направлении, в том числе русский язык как иностранный, работа с родителями. В то же время я преподаватель русского языка. Я работал несколько лет, больше 10 лет в сфере образования, как учитель русского языка, и видел мигрантов в разных ситуациях. Как учитель, когда ко мне приходит мигрант, одни действительно хорошо говорят по-русски и пишут лучше, чем русские, а другие приходят и ничего не хотят учить, и ничего не хотят делать. То есть разные мигранты. Вот. И с другой стороны, я вижу как сотрудник фонда тоже детей, родителей мигрантов, которые хотят адаптироваться, хотят интегрироваться. Вместе с тем я вижу какие-то другие отрицательные моменты, о которых вы сегодня тоже говорили, и которые часто преувеличиваются в интернете. У меня вопрос такой. В своем выступлении вы слегка затронули одну проблему. Да, вы предлагали ее в Государственной Думе, я так понял, ее не услышали. Я бы хотел на ней заострить сейчас внимание. Проблема следующая. Что у нас делается в Государственной Думе для решения проблемы социальной интеграции, адаптации, говоря таким вот, может быть, научным светским языком. А с другой стороны, на православном языке скажу, что делается для того, чтобы мигранты познакомились с основой православной культуры в наших школах, наших колледжах, наших вузах. Потому что сейчас, на мой взгляд, есть серьезная проблема в том, что наша школа, вообще наша система образования не готова к приему этих детей. Даже если вот этот закон, о котором вы сказали, примут, проблема все равно останется. Я, пример очень хорошо мне понравился, как вы сказали, с Республикой Тыволь. Действительно, там очень много людей плохо знают русский язык. Сейчас есть уже мигранты, которые получили гражданство, так или иначе, неважно. И они тоже не знают русский язык. Таких много. И они все равно в этой школе окажутся. Как эта проблема будет решаться? Вот что вы, как депутат Государственной Думы, здесь можете сказать? Хорошо. Прежде всего, я хочу сказать вот что. Я уже упомянул о том, что в прошлом созыве меня избрали, а в этом переизбрали представителей по этим вопросам. И я все эти годы бьюсь над тем, чтобы у нас миграционная политика была поставлена с головы на ноги. А она у нас перекошена в самом своем базовом элементе. Для того, чтобы она была эффективной, государство должно прежде всего правильно поставить вопрос, кто должен отвечать, кто должен управлять миграционной политикой. Наше государство, к сожалению, свалило всю миграционную политику, в целом миграцию, на ведомство, как называется, Министерство внутренних дел. И я считаю, что вопросы адаптации, например, образования, а дальше пойдут вопросы экономической целесообразности миграции. В каких регионах надо поощрять, а в каких не поощрять трудовую миграцию. Какие профессии нам востребованы. Из каких стран, прежде всего, нам нужно черпать, если мы не можем избавиться пока от миграционной зависимости, из каких черпать этот приток, из каких нет. Вы, наверное, слышите и об этом тоже беседы. Вот под впечатлением того, что у нас таджики устроили теракт в Крокусе,
Есть там среди киргизов, среди узбеков, среди тех, кто не обязательно гражданин, трудовой мигрант, нелегал и так далее, правонарушители, говорят, мы сейчас откажемся от притока мигрантов из Средней Азии, мы их завезем из Кореи, из Индии привезем и так далее. Даже не думая, не представляя себе, что у них там свои проблемы, которые мы просто не знакомы. И если мы сегодня озабочены тем, что вот таджики, узбеки, киргизы, я говорю просто те, могу назвать еще азербайджанцев, армян и так далее, наибольший приток трудовых мигрантов как раз относится к этим государствам и к этим народам. Но эти народы, по крайней мере, жили с нами в общем государстве на протяжении десятков, если не сотен лет. Называлась Российская империя, Советский Союз. А те, о которых говорят сейчас как о возможных их замене, они вообще никогда с нами ни в каком государстве не жили и никакого отношения к русскому языку никогда не имели. То есть мы в данном случае, извините за просторечие, меняем шило не просто на мыло, а меняем неизвестно на что. Это первое. Второе, конкретно то, что касается все-таки вашего вопроса, что Государственная Дума делает, что она может и что она должна делать. Я уверен, что Государственная Дума не может подменить собой исполнительную власть, когда дело касается конкретных механизмов работы с мигрантами. Мы должны действительно вместе предложить такие законы, которые бы позволили развернуться правильной миграционной политике, правильной работе, в том числе по адаптации, миграции и так далее, и так далее. Я не сторонник того, чтобы мы тащили всех мигрантов, из-за чего возникли сейчас перекосы и проблемы. Всех, кто вот сюда приезжает, обязательно надо их сделать гражданами Российской Федерации. У нас, да, действительно, именно потому, что это было поручено чиновникам, которые совершенно не собирались на это обращать внимание, у нас, например, через официально существующую государственную программу содействия добровольному переселению соотечественников в России, она существует с 2006 года по инициативе президента Путина. У нас по упрощенному схеме, то есть короткие сроки, гражданство приобретали как раз граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Это вызвало неприятие, это вызвало отторжение самой этой программы. Хотя, при всем к ним уважении, они не являются на сегодня нашими соотечественниками. Ни таджики, ни узбеки, ни киргизы. Они были нашими согражданами в советское время. А сейчас у них есть свое отечество. Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. То есть мы должны правильно расставить себе акцент. Тащить их на привилегированных основаниях граждане, на самом деле, я считаю, неправильно, но это не значит, что мы должны к ними относиться как к людям второго сорта здесь в стране. Не распространять на них, например, вот те самые обязательства по обучению детей и так далее. И вообще, чего ради мы ратуем во всем мире за сохранение и развитие русского языка, русскоязычия, и при этом говорим, мы будем строить для вас школы в Киргизии, достроим. В Таджикистане они уже есть, в Узбекистане, а здесь, в России, мы в школу вас не пустим. Ну это что за позиция такая идиотская? Поэтому, с одной стороны, надо понимать вот эти вещи, но это понимание приходит, если формируется структура, которая в состоянии эти профессионально вести. Но если у вас, извините, крем в сторону правоохранительной деятельности, вы сами по себе полицейское ведомство, давайте будем говорить откровенно. Что такое Министерство внутренних дел? Это не Министерство внутренних дел, каким оно было при Столыпине, он был министром внутренних дел. При Столыпине Министерство внутренних дел подчинялись все губернаторам в стране, министру лично подчинялись. А наше Министерство внутренних дел – это Министерство полиции, а раньше было Министерство милиции. И вот оно свои милицейские задачи должно выполнять, никто с него их не снимет. Учет, контроль, борьба с преступностью. Ну как оно будет при этом выполнять обязанности по социальной адаптации мигрантов, по, значит, обучению детей, правда, традиций. Но это не их не свойственная функция. Я это доказываю. Как только я с этим выступаю, поскольку на самом верху решение не созрело, президент уже дважды публично говорил о том, что надо бы это сделать. На прямой линии, которая была год назад, вот сейчас будет новая прямая линия, год назад, 14 декабря, он сказал, да, МВД недостаточно для работы с мигрантами, надо что-то другое делать. Во время Петербургского экономического форума, это было летом этого года, в дискуссии финальной, я присутствовал при этом, ее транслировали на всю страну. Отвечая на эти вопросы, сказал, да, у нас тут не про надо, что... Но получается так,
что до конца решение не доведено. Наверху не созрело это решение. Есть боязнь, что если мы сегодня перепоручим это не МВД какому-то новому ведомству, потеряем вообще контроль над миграцией. А это недопустимо, особенно в момент, когда вы войну ведете. Поэтому, конечно, есть какой-то переходный период. Я предложил, я не буду сейчас детализировать, это нас далеко заведет, предложил меры переходного периода, как из одного состояния перейти в другое. Но это надо делать, а это все время откладывается в долгий ящик. А вместо этого, для того, чтобы поймать, извините, хайп, для того, чтобы выглядеть лучшим другом русского народа, значит, начинают кричать: не пустим, детей не пустим, семьи не пустим, вообще мигрантов живем сосвету и так далее. Дорогие друзья, мы этого не можем себе позволить по одной простой причине, уже чисто экономически. 85% наших предприятий считают, что главная проблема у них даже не высокие ставки, учетная ставка Центробанка, о чем все сейчас говорят, 21%, да? Нехватка кадров. Люди на войне и люди из гражданских отраслей уходят в военно-промышленный комплекс, потому что надо больше ракет, танков, пушек и так далее. И в этой ситуации вы говорите: давайте закроем въезд. А кто будет работать? Говорят, они все равно не работают. Я, конечно, понимаю. Среди трудовых мигрантов из Таджикистана нет специалистов по сварке аргоном подводных лодок. Да? Что происходит на наших предприятиях подводных лодок. Но они занимают другие ниши, которые иначе бы занимали те люди, которые пошли туда. Говорят, у нас все мигранты таксисты, нас это не устраивает. Хорошо, давайте запретим таксист. Ну тогда что, такси нам не нужно? Или тогда давайте, значит, русские из других сфер, где они работают, перейдут, там русские граждане России перейдут работать таксистами. Значит, все равно будет проблема. Это же сообщающиеся сосуды, все, что связано с рынком труда. Поэтому нужно прежде всего грамотно, как мне кажется, проводить миграционную политику. Для этого принять назревшие, перезревшие давно решения. Поручить это профессионалам, специалистам. Если у нас в бюджете, государственном бюджете, все расходы не только на миграцию, на репатриацию наших соотечественников, мы об этом сегодня не говорили, но это целая тема, которой мы занимаемся все эти годы. Возвращение соотечественников в народе. Именно соотечественников, русских, там, татар, всех, у кого нет другого места исторически проживания, кроме нынешней территории Российской Федерации. Они разбросаны по всему миру, эти люди. Но все эти расходы на всю эту политику у нас содержатся в разделе бюджета. Из года в год. Борьба с преступностью. Послушайте, если как вы корабль назовете, так он и поплывет. Если у вас все, что связано с миграцией, относится к борьбе с преступностью, значит вы будете все время слышать про то, что мигранты все преступники, и мы с ними боремся. Ну давайте разберемся. Среди мигрантов, да, есть преступники. У нас в обществе что нет преступников, вообще наших, с нашими гражданскими правами. Преступность среди мигрантов среднестатистическая такая же, как среди граждан России. 4% доля мигрантов населения Российской Федерации сегодня. Примерно 7 миллионов человек здесь живет. На основе, так сказать, патентов, на основе там, безвизового режима, легально. 7 миллионов человек. Это примерно 4% нашего населения. Удельный вес преступности по данным МВД, не моим же сами. Можно им не верить, но тогда давайте поменяем МВД, другой найдем. МВД говорит, тоже доля преступности среди мигрантов 4% преступности Российской Федерации. Одно другому соответствует. Но если вы откроете интернет, если вы откроете газету, вам там расскажут, что только они насилуют, грабят, убивают и так далее. Конечно, есть специфическая преступность. Я, может быть, шире, чем вы задали вопрос, так сказать, освещаю какие-то, но мне кажется, это важно. Конечно, вы не найдете, как правило, среди мигрантов тех, кого осудили за коррупцию. Даже ничем не владеют здесь, поэтому за коррупцию их не осуждают. Но это наше специфическое общегражданское преступление. А если говорить о наркотиках, да, среди них много тех, кто вот по известным причинам, то есть выше процент вот этого вида преступности, как наркотрафик среди мигрантов, потому что оттуда наркотики идут, и, конечно, кто-то из них там в этом принимал участие, и поэтому среди них выше преступность. Эта преступность на самом деле снижается. Физически она снижается, а в обычном выражении она остается на уровне, даже видишь, по одной простой причине. Один и тот же человек, наркоторговец,
или наркодилер совершает несколько закладок этих самых наркотиков. Каждая закладка – это отдельное уголовное дело. То есть человек один, а уголовных дел 10, 15, например. Если он активный, значит, вот, наркоторговец и так далее. Вот в этом специфика, я со всем этим разбирался. Я считаю, что мы не должны в Государственной Думе делать идти на поводу толпы, когда толпу наускивают просто. И этим занимаются, к сожалению, многие наши, прежде считал авторитетные люди, в том числе и те, кто, значит, каждый раз в крестный ход принимают участие, бьют себя в грудь, говорят о том, что мы вот борцы за православие и так далее, и так далее. И вместе с тем они дают вот такой пример. Я считаю, очень негативный. Ну как один и тот же человек, извините, православный олигарх, хочу фамилию называть, который говорит о том, что он участвует там, он действительно участвует в крестных ходах, в Всемирном Русском Народном Соборе участвовал и так далее. А в связи с событиями на Украине говорит, надо немедленно ударить ядерной бомбой по Украине, всех предупредить за 48 часов, пусть выйдут из крупных городов, а потом мы ударим. Я вас спрашиваю, а ты в крестных ходах участвуешь? А вот Киево-Печерскую лавру ты тоже 48 часов эвакуируешь? Или бог с ней? Лес рубит человек. То же самое про мигрантов. Мигранты, все они шашлычники, все они пловом там, и так далее, интересуются. Больше ничем. Насаждают эту ксенофобию. Если это овладеет умами в России, то я заранее ставлю крест на российском государстве. Ксенофобия, неприязнь к людям другой веры, другого языка, другой национальности. Это смерть российского государства, каким оно развивалось со времен Ивана Грозного. С Московской Руси при Петре Первом стала империей, а потом переназвалась Советским Союзом, и все в мире говорили, это Красная империя. Неважно какая, но это была империя, где люди, по крайней мере, были равны с точки зрения своей национальности. Поэтому это очень важно, мне кажется, и в том, что касается детей, да, я с вами согласен. Конечно, есть эти проблемы, и когда это касается конкретных людей, это очень остро воспринимается. И там, поведение в школе, нежелание учиться и так далее. Находите таких учителей, создавайте такие механизмы, чтобы это все... Ну не отказывайте в школе. Ведь от того, что вы в школе откажете, ведь ничего хорошего с этими детьми не произойдет. У нас еще один закон был принят совсем недавно. И опять я выступал в одиночку против этого закона. Считаю, хоть он стал законом теперь, его глупостью, просто глупостью. Значит, выяснили, что у нас есть такое явление, как фиктивные браки. То есть, вот приезжают все те же из Средней Азии, Закавказья, и для того, чтобы быстрее получить гражданство, вот находят там каких-то старушек или стариков, подписывают с ними там, вступление в брак за деньги. И таким образом, значит, вот организуется якобы брак, и благодаря этому быстро вот там проходят все стадии натурализации получения гражданства. Было такое явление? Да. Есть оно? Да. Позорное явление? Безусловно. Мерзкое просто. Но в прошлом году мы обновили закон о гражданстве. И теперь состояние в браке с иностранцем не дает никаких привилегий при получении гражданства. Никаких. Только если у вас ребенок родится в семье, тогда вы имеете право на ускоренное право. Вообще, сколько надо иностранцу, чтобы пройти через все ступени, чтобы получить гражданство? От 6 до 8 лет проживания в Российской Федерации. С момента начала пути. Разрешение на время проживания, вид на жительство, там, и так далее, все это со сроками, и да, в конце концов. А если вы соотечественник, то это можно в течение года все пройти. Почему все стремились таким образом неправильно поступать? Но мы это в прошлом году заблокировали. Нет, в этом году группа сенаторов и депутатов вносит законопроект. Если вы вступили в брак с иностранцем на территории России, с иностранкой или с иностранцем, то в этом случае этот иностранец должен ждать 2 года, прежде чем ему дадут разрешение на временное проживание в России. Чувствуете разницу? Гражданство это одно, а разрешение на временное это уже совсем другое. Это значит, что он 2 года, а потом еще и добавили 3 года, не 2, а 3 года. Он должен где-то пребывать не в России. И это якобы для того, чтобы доказать, что у вас брак неэффективный. Так это способ любой брак превратить в фиктивный. Просто любой. Вам скажут, вот вы
Вы здесь в России, да, вы поженились. Вы теперь езжайте куда-нибудь, 3 года где-то гуляете, а потом, значит, вы придете, и у вас будет, когда на этом основании, что 3 года продержались в этом браке, этот брак считается законом. Это глупость. Это обратное явление. То есть вы, пытаясь что-то делать, вы плескиваете вместе с водой ребенка. Но мне не удалось доказать, что это неправильно. А потом процент этих вот так называемых браков фиктивных, в числе браков, которые с иностранцами у нас совершены. В первом полугодии этого года в нашей стране 18 тысяч браков граждан или гражданок Российской Федерации с иностранным гражданином. 18 тысяч за полугодие. Сколько из них признано фиктивными? 200. То есть вы, когда вычеркиваете, вы поймите, что 200 это тоже ровно 1% от всех браков. А вы всех теперь. Причем вы-то, когда принимаете закон, вам кажется, вы боретесь там с киргизами, с узбеками, они вам там жить не дают, с таджиками. На самом деле со всеми. С украинцами, которые приедут, не будучи гражданами. С русскими, которые паспорт не успели получить российский. Любой гражданин, любой человек, не гражданин России, если на территории России вступает в брак, он подпадает под действие этого закона. Когда вот эти законы приняли по поводу детей там, и так далее, мне армянский союз говорит, а что армян это тоже касается? Я говорю, конечно касается, вы же не граждане Российской Федерации. Они думали, что это не касается. Что вот поскольку говорят все время про таджиков, только их будет касаться. Потому что так в законе не пишут. Мы не можем писать только таджики, только киргизы, только узбеки. И вот в борьбе с этим выплескиваем ребят. Вот в чем проблема. Извините, что я так долго отвечаю. Владимир Федорович, сейчас у нас еще один вопрос и приветствие из зоны СВО, поэтому мы дадим буквально... Хорошо, я постараюсь. Да, отец Василий Азгат Минахметович Мухаммедшин находится сейчас в зоне СВО, он у нас на связи. Пожалуйста, отец Василий, вам слово. Отец Василий. Отец Василий, вы слышите нас? Сейчас он. Отец Василий. Так, ну давайте пока отец Василий сейчас связь наладит. У нас отец Андрей Якубов скажет, тоже готовил доклад. Рассказ о своей деятельности. Барагазада Лекбурсон, мир всем. Мы проводим молебны о непрещенных и отпавших от православия сродников уже 7 лет. И хотелось тоже сказать, что прежде всего такое падение от православия и какие-то проблемы, они начинаются в сердце человека. Да, то есть мы иногда как бы удивляемся, что люди не приходят ко Христу. Но прежде всего нам нужно привлекать людей в своей жизни. Потому что человек, видя настоящего христианина, как говорил Иоанн Златоуст, и в Священном Писании не нужно было бы, не было бы нужды, если бы мы все были настоящими христианами. Поэтому, когда идет речь о миссии, всегда, прежде всего, человеку нужно посмотреть на себя, на свою жизнь, на то, насколько Христос стоит в центре его жизни. Потому что бывает такое, что мы хотим проповедовать Христа, а в своем сердце его не хотим насадить, не хотим изменить свою жизнь по тому, как заповедовал нам Спаситель, да, по тем идеалам, которые Господь в нашей жизни предлагает нам. И в центре этого стоит, конечно, Евхаристия. Евхаристия – причастие тела и крови Христова. К этому нам нужно всем стремиться. И в том, чтобы мы любое наше дело, любую миссию начинали с молитвы. Вот этим мы, собственно, и занимаемся. Мы молимся, совершаем молебны регулярно. Как Евгений сказал, к сожалению, не все, даже увлекающиеся вот этой тематикой, готовы свое время потратить на молитву, а зря, потому что молитва – это все. Молитва – это то, с чего
начинается, и это смысл вообще нашего. Зачем мы хотим людей привести ко Христу? Для того, чтобы молиться, правильно? Для того, чтобы общаться со Христом. Потому что какой смысл приходить ко Христу, если у нас самих не будет молитвы, если у нас самих не будет Христа в нашем сердце, среди нас, а Он обретается там, прежде всего, через тело и кровь Христову, через молитву. Поэтому всех приглашаем на молебны, тем, кто же желает дома молиться за родственников, потому что миссия — это не обвинение кого-то, да, в том, что он не православный, в том, что он мусульманин, или еще кто-то, да, а миссия в том, что приглашение его к радости во Христе, в том, чтобы быть вместе со Христом, войти вместе всем Царстве Небесным. Спасибо всем, желаю мира, Христа всем. И слово предоставляется, кстати, да, прошу прощения, может быть, кто-то хотел отцу Андрею задать вопрос какой-то или что-то дополнить. Нет? Вот. Сейчас мы слово предоставим нашему гостю, православному корейцу. Представьтесь, пожалуйста, приходите к нам. Спасибо. Соответственно, большое спасибо за то, что разрешили пригласить на такое мероприятие. Меня зовут Артем Олегович Джем. Вот, я, как правильно было сказано, да, действительно православный кореец. Вот, достаточно, наверное, непривычно, да, ассоциировать корейцев с православием, хотя я думаю, что в России это не редкость. В принципе, даже известные корейцы какие-то, вот есть всем известный, например, Цой. Поэтому в нашей культуре такие люди присутствуют, и православие я очень сильно посещал много церквей в детстве, я, например, воскресную школу все детство провел, вот, и по жизни с этим шел. Поэтому для меня это, конечно, тема не безразлична. Вот сегодня я хотел бы рассказать именно про Северную Корею, потому что, как вы знаете, сейчас мы находимся в таком стратегическом союзе с данным государством. Как поговаривают северокорейские бойцы, например, участвуют в СВО, помогают нашим бойцам. Вот, и, соответственно, в связи с этим возобновились дискуссии о том, например, насколько это государство нам подходит, можно ли нам, например, с ним союзничать, а главное, как это может с нашими православными традиционными ценностями сходиться, потому что, как вы понимаете, в Чучхе это достаточно локально специфическая история. Вот. Несмотря на то, что, грубо говоря, православные Чучхе это звучит достаточно странно, и очевидно, я здесь не буду, что Чучхе и православие это вещи фундаментально различающиеся, но точки соприкосновения найти друг с другом мы можем. Вот. И, соответственно, в свое время мне приходилось научной работой изучать работу Чучхе, который выпускала северокорейская дипмиссия еще в Советском Союзе, ознакомливаться с текстами с 30 по 91 год, поэтому про это расскажу немножко. Поскольку как это соотносится с нашей также конференцией, поскольку мы обсуждаем христианизацию восточных народов, здесь уже до меня спикеры отмечали это, и я тоже это повторю, что действительно надо отказываться от стереотипов, и если нам кажется, что Восток мало ассоциируется с христианством, то только по той причине, что мы мало знаем его историю, а в реальности христианство достаточно сильно там влияет, и влияло, и продолжает влиять. Например, сейчас можно уже говорить о том, что у азиатских народов очень большой потенциал к христианизации. Вот, и вполне может быть такое, что в следующем столетии, например, появятся какие-нибудь новые азиатские христианские государства, да, которые вот сейчас не очевидны. Вот из недавних новостей, если я не ошибаюсь, либо в 23 либо в 22 году в Китае количество христиан в зарегистрированных христианских церквях, которые существуют, стало уже больше, чем членов Коммунистической партии Китая. Вот. И, например, Филиппины, те же самые, да, они как-то тоже часто забывают, это же полноценное христианское государство, 96% населения являются христианами.
Ну и в Южной Корее также есть 30% христиан, и эта цифра, она продолжает расти. Поэтому, да, мы не привыкли думать об Азии через призму христианства, но наша религия, она в Восток проникает и там крепнет и окажет, думаю, в будущем более плодотворное влияние, чем нам даже может показаться. Если говорить, например, про Северную Корею, то, как вы понимаете, основная идея Чучхе заключается в том, что это стремление к независимости. При этом эта независимость, она во всех областях: экономических, обороне, культуре. И когда вы читаете, например, северокорейские тексты политические, которые достаточно полны разного рода клише, то вы всегда видите упорно, просто там появляются такие слова, как самооборона, самохозяйствование и так далее. Все это говорит о том, что действительно для них важен этот всеобъемлющий суверенитет. И православие, когда заходило в корейское государство, оно, приходя, всегда четко ассоциировалось с независимостью и уважением к местной культуре. Например, русский инженер, писатель и путешественник Гарин Михайловский писал о том, что, поговорив с местным населением, он видит, что действительно присутствие России на полуострове и конкретно православие ассоциируется только с независимостью от японского и китайского влияния. Вообще Чучхе, оно же появилось и сформировалось именно под воздействием внешнеполитических факторов, поскольку когда японское государство поднималось, ей нужно было за счет чего-то поднимать экономику, за счет внешних ресурсов. И поэтому Корея становилась жертвой Японии. Если же Китаю нужно было поднять свою экономику за счет дешевых товаров, тогда также страдал корейский полуостров. А Россия виделась как третий независимый игрок, и православие вместе с этим. В первые годы миссионеры православные сосредоточились на переводе богослужебных текстов на корейский язык, открытии школ, создании инфраструктуры для православных общин. Уже в 1903 году в Сеуле был освящен первый православный храм во имя святителя Николая Чудотворца. Однако, конечно, начавшаяся русско-японская война 1904-1905 годов серьезно осложнила деятельность миссии. Долгие годы миссия находилась в упадке из-за геополитических потрясений, в том числе и революцию в России. Однако вот спустя десятилетия православная церковь смогла вернуться на Корейский полуостров. Уже вот в 2006 году в Пхеньяне был построен храм во имя Живоначальной Троицы, посвященный митрополиту Кириллу, который ныне является патриархом Московской всей Руси. Этот храм стал символом нового этапа православного присутствия в КНДР, а его священнослужители получили образование в духовных школах России. Также, соответственно, возрождается и православная миссия в Южной Корее, где уже существуют приходы в Сеуле и Пусане. На данный момент наше государство, Россия, тесно сотрудничает с Северной Кореей по военной отрасли, и думаю, что в будущем, для того, чтобы данный регион был христианизирован, было бы грамотно сделать это партнерство более всесторонним. Почему я так думаю? Потому что, как нам показали западные партнеры, санкции, ограничения и разные формы насилия не являются путем к благополучию. Вот. И это вредит как бы обоим сторонам. Опять же, говоря про санкции. Поэтому для нас именно важно то, чтобы мы показали именно вот христианство, в чем его главное преимущество. Потому что христианство, как лично мне кажется, это в первую очередь про творчество, поскольку любовь является движущей силой, а любовь это что? Это вот созидание чего-то, это появление новой жизни, например, там ребенка, это сотворение какого-нибудь шедевра, произведения искусства. И, соответственно, тесно контактируя с северокорейцами, налаживая контакты, культурный обмен, образовательные какие-то программы, мы в первую очередь демонстрируем им то, что тот тезис, на котором базируется Чучхе, о наличии, например, внешнего врага в лице империализма, и он по отношению к нам, например, не применим. И таким образом мы будем заслуживать больше доверия как бы, властей и северокорейского народа, благодаря чему православная миссия будет иметь успех. В противном случае, именно здесь российскому государству нужно приложить наибольшие усилия по той причине, что там не
закрывать Северной Корее. Есть очень жесткий контроль за религиозными организациями, и поэтому только путем вот таких договоренностей и взаимопонимания можно будет добиться там успеха. В противном случае православная миссия может потерпеть крах. Вот. Соответственно, также православной миссии нужно, как мне кажется, поучаствовать в дискуссии, которая существует в Северной Корее по поводу и тоже писать какие-то работы научные и там, публицистические для их общества, связанные именно пригодные для их миропонимания. Потому что некоторые, конечно, вещи нам могут казаться чуждыми, какие-то вещи нам могут быть даже неприятны, однако же это связано с их уникальным историческим опытом. Все-таки Северная Корея — это государство, которое родилось в плане гражданской войны революционной, и она до сих пор для них не прекращается. А если же мы будем участвовать в этом дискуссии, вводя туда свою православную, например, терминологию, показывая им свое миропонимание, то думаю, что здесь мы можем найти, например, общие контакты. Например, одним из таких может быть то, что в Чучхе, в их статьях идеологических, важной темой является тема становления народных масс, становления государства. Этому обычно 20% текста любого на любую тему отводится. Соответственно, народные массы там и являются субъектом, который творит историю. И если, соответственно, в этом контексте мы покажем, что это становление является способом не только обретения политической независимости, да, от внешнего, но еще и получением внутренней свободы через христианство, то это может иметь вполне успех. Ну и, конечно, также я знаю, что на данный момент в православной церкви хиндиане служат именно священники иностранные, то есть, например, из Русской Православной Церкви. Также я знаю, что ее сейчас посещают в основном иностранцы, а не местные жители. Вот. Я думаю, что в будущем, конечно, правильно было бы привлекать северокорейцев тоже к участию в служении для того, чтобы демонстрировать тем, что действительно никакой угрозы для государственности это не несет. Подводя, в принципе, какое-то заключение, мне кажется, что если наблюдать за тем, как христианство распространяется на Востоке, то, мне кажется, там это идет достаточно естественным путем и успешно, но не успешно только в тех странах, где происходит политический контроль, надзор и запрет. То есть, грубо говоря, в странах, в которых запрещено возить Библию, понятное дело, христианской миссии будет сталкиваться с огромным количеством проблем. Но если бы этих искусственных ограничений не было, если бы была, условно говоря, даже грубо говоря, такая вот честная конкуренция, то христианство, конечно же, выигрывало. Поэтому я думаю, что, учитывая этот фактор, православной церкви не нужно никого насильно всегда загонять, насильно не будешь, понятное дело, но вот демонстрируя доверие, исходя из партнерского подхода, я вот уверен, что северокорейская миссия может иметь успех. Вот. Я извиняюсь, если много повторялся, делать немного волнуюсь, но вот... Отец Василий на связи? Или нет еще? Отец Василий. Так, ну, последний в этой части доклад, потом пойдем на трапезу. Это отец Павел, который приехал специально к нам из Подмосковья, представляя Московскую митрополию, внешнеепархиальный отдел по координации миссионерской работы. Здравствуйте, отец Павел. Отец Алексей Суриков возглавляет отдел, который вот на стенде, как называется, большое такое объявление. Он внезапно заболел, вот он является председателем межепархиального отдела по миссионерству всей Московской области, а я председатель миссионерского отдела в Сергиево-Посадской епархии и по совместительству еще и секретарь вот этого межепархиального отдела. И сегодня воскресный день, конечно, тоже много было запланировано разных мероприятий, в том числе и в храме. Вот. Но отец Алексей внезапно заболел, говорит,
спросить тебя не могу, что прям обязательно не жаль, и, в общем, сделал то, что должен был я сделать, но, в общем, есть такая возможность. И, конечно же, я откликнулся. Нельзя не откликнуться, потому что все... А я как бы не то, что я такой великий, но в целом немного такой бэкграунд знать, как происходили дела. Вот. И, конечно, и сегодня тоже на божественной литургии вместе с отцом Дионисием, с Евгением было необычно. Я немножко тоже можно отступление сделать, знаком немножко с миссией на разных языках, трудился на подворье Американской православной церкви в Москве несколько лет, вот, и тоже знаком там с разными священнослужителями, диаспорами, которые приходили преимущественно, конечно, было англоязычные, вот, но тем не менее. Итак, я зачитаю то, что должен был рассказать отец Алексей Суриков. 15 июня в Центральном парке культуры и отдыха города Люберцы прошел мультикультурный семейный фестиваль «Сабантуй-2024». Организатором фестиваля выступила региональная татарская национально-культурная автономия Московской области при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья. Сабантуй посетили более 30 тысяч жителей и гостей Подмосковья и Центрального федерального округа. Программа фестиваля была насыщенной и яркой. Состязания в традиционной татарской борьбе и других дисциплинах. Пробежать в мешке, залезть на гладкий стол, перетягивание канаты и армрестлинг. Любой желающий мог присоединиться к изготовлению всего необходимого для наших бойцов в зоне СВО, маскировочных сетей, наследников для снайперов, сухих армейских душей, а также написать письмо на фронт. На 3 сценах в течение всего фестиваля проходили выступления артистов и музыкальных коллективов. Впервые в программе областного Сабантуя межепархиальным отделом по координации миссионерской работы Московской метрополии были установлены шатры, в которых была представлена экспозиция, рассказывающая о православных татарах. Экспозиция состояла из икон православных святых этнических татар, традиционных татарских картин в стиле шамаи, но выполненных в православной традиции. Священное Писание на татарском языке, другая духовная литература и различные листовки. Для православных татар председателем отдела Иереем Алексеем Суриковым был совершен молебен, во время которого прозвучали молитвословия и песнопения на татарском языке. Татары-волонтеры из числа прихожан храма Подольской епархии рассказывали гостям фестиваля о богатом духовном наследии православных татар. Помощь отделу в организации и наполнении экспозиции оказали члены Союза православных татар Московской и Татарской православной христианской общины, Татарской национально-культурной автономии района Теплый Стан Юго-Западного автономного округа города Москвы, Национального конгресса татар и тюркских народов, а также миссионерский отдел Подольской епархии и Люберецкое благочиние. Вот такое мероприятие попросил отец Алексей особенно сегодня про него сказать. Действительно, я рад быть здесь, вот, несмотря на вышесказанное, что то, что я запланировал, оно не получилось, да, и сам остался без меня, я там, в общем, делегировал те обязанности, которые были запланированы другим людям. Вот. Благодарю вас за эту возможность, за то, что было сказано, и за высокое собрание, сколько действительно людей, которые имеют авторитетное мнение и влияют на развитие общения христиан Русской Православной Церкви и разных восточных народов, да, в частности, вот. Я знаком немножечко с Татарстаном и знаю политику, и то, что это действительно является образцом взаимодействия между двумя такими, религиями. Между двумя религиями и такое грамотное взаимоотношение. То есть это всегда такое уважительное, даже созидательное, и очень много совместных проектов проводится, в том числе на территории Татарстанской Народной Республики. И вот
как теперь я уже знаю, и в городе Москве. Благодарю за внимание. Объявляется перерыв на трапезу. Перед трапезой прочитаем молитву «Отче наш» на татарском языке. И кюртагия дабы, дамы булыктарсан и семьи, и симпашала емсини, это да кюртаги чабул сенеркенсини, вынканна кюртаги без набир без я, урочлары без некиче, без я урочлар Бога нарга кичергяна кю, без неоданер гайрек жебярма, яманан кот кара безне, шөкөрөт агакем улакем из герухта, элида керчектада гүмерден гүмерге, аминь. И худа ярлыка, и худа ярлыка, и худа ярлыка, вахиле. Христу Божию благословить Виктора Павловича, святости всегда на небесной во веки веков. Аминь. Пожалуйста, всех просим проходить столам нашим. Аштам Эбулсон. Приятного аппетита. Татарское гостеприимство лучшее в России. Это я как курятник